Сынтәа ҩажәа шықәса ҵуеит Аԥсны жәлар аибашьраҿы иаарыргеижьҭеи. Ҩажәа шықәса раахыс Аԥсны иахнагахьоу аиҭаҳәашьа амаӡам. Иҟан амшқәа, аҵхқәа, амзқәа ҳажәлар аҟазаареи аҟамзаареи рхықә инықәгылаз. Август жәиԥшь, зқьи шәиԥшьыни жәеиа шықәсазы Аԥсны иақәлеит, наунагӡеит ӡбны иалгарц аԥсуа зҵаара. Идәықәлеит анцәа ишаз адгьыл ахь Қырҭтәылатәи ҳәынҭсовет архәҭақәа, абаандицәагьы убарҭ инарыцраҳәаны. Иҟалап, аԥхьа адунеи ржьазар, иззааз аихамҩахьчара закәызшәа ҳәаны. Аха избахьада, аихамҩахьчара ицоз ҳаирпланлеи, танклеи, бзарбзанлеи ақалақь курортқәа ирлахысуа, амшын иҭоу иреихсуа, иаарԥылоз аԥсуаа ршьуа иҳәынҷын ирго. Аԥсны иақәлеит ҳажәабжь бааԥс заҳаз Нхыҵ Кавказ ажәларқәа гәалсра дуӡӡаны ирыдыркылеит. Ауаажәлар аполитикатә хеидкылатә еиҿкаарақәа аԥсуа жәлар адгылара рыҭаны аҳәамҭақәа рыҟаҵара иалагеит. Рыбжьы дыргеит адыгатәи ауаажәларатә хеидкыла Дыга-Хасе, алакҭцәа рхеидкыла Кази Кумыхә, аингәышцәа реидгыла Неизхо, аҟабарда жәлар конгресс, аҟарачқәа реилазаара Џьамагат, Нхыҵ Уаԥстәылатәи аиҿкаара Адамун Цадис, ачечен жәлар зеиԥш милаҭтә конгресс, аахыҵ Уаԥстәылатәи ахеидкыла Адамун Ныхас, абазақәа рхеидкыла Адгылара, ашьхатә жәларқәа рконфедерациа, Жәларбжьаратәи Ачеркесстә асоциациа. Аԥсны иадгылеит Башкирия, Ҭаҭарсҭан, Урыстәыла арегионқәа рнапхгаҩцәа. Рҭоурыхтә ԥсадгьыл ахьчараз ишгылоу аҳәамҭа ҟарҵеит Ҭырқәтәыла, Сириа, Иордания, Мраҭашәаратәи Европа инхо ҳадиаспора, хыԥхьаӡара рацәала аказақцәа. Август жәохә рзы Кавказ ашьхатә жәларқәа рконфедерациеи, Жәларбжьаратәи Ачеркесстә асоциациеи Аԥсны ахьчаразы игыларц ааԥхьара ҟарҵеит. Иара убри аҽны аконфедерациа арратә комитет ахантәаҩы Сулҭан Сасналиев гәыԥҩык аконфедерациацәа иманы ақырҭуа архәҭақәа дрыбжьҟьаны Гәдоуҭаҟа днеит. Аамҭагьы мгакәа ахыхьчара аштаб иҳабыз дарҭәуеит. Август жәаа рзы Чечентәыла имҩаԥысыз аконфедерациа апарламент асессиа ҷыдаҿы иахәаԥшит аибашьцәа Аԥсныҟа рдәықәҵара азҵаара. Август ижәеик рзы Кавказ ажәларқәа рконфедерациа ахада Иури Шанибови, аконфедерациа апарламент ахантәаҩы Иусуп Сасланбекови аусԥҟа рыдыркылт аконфедерациа архәҭақәа аибашьра иалагарц. Убри аамҭазы Ростовын, Краснодарын, Ставрополь хатәгәаԥхарала Аԥсныҟа амҩа иқәын аказақцәа. Аԥсуа жәлар рҭоурых адаҟьақәа ирнылеит хьӡи-ԥшеи изгым ахацәа рыхьӡқәа: Алим Алиев, Иури Калмыков, Заур Налоев, убас егьырҭгьы. Хатәгәаԥхарала иааз аибашьцәа ҳақәиҭраз иқәԥон Гәымсҭатәи мрагыларатәи афронтқәа рыҟны. Арра ҭоурыхҭҵааҩцәа изларҳәо ала, Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатә еибашьра иалахәын ҩ-нызқьи ҩышәҩык рҟынӡа хатәгәаԥхарала иааз. Ҳақәиҭра рхақәырҵеит ҩышәиханы ижәибжьык афырхацәа. Ҳаибашьра иалахәын абазақәа, аварцәа, адыгаа, аерманцәа, балкарцәа, белорусаа, даргинцәа, аингәышцәа, аҟабардақәа, аҟарачқәа, акиргизцәа, казақцәа, акомыкцәа, алакцәа, алезгинцәа, алатышцәа, амардвинцәа, анемеццәа, ауаԥсаа, аполиакцәа, аурысқәа, абасранцәа, аҭаҭарцәа, атуркменцәа, аукраинцәа, ачеркесқәа, шаԥсыӷаа, аестонцәа. Избан, абас ажәларқәа еибыҳәаны Аԥсны изадгылаз ҳәа усҟангьы иахьагьы иҵаауа рацәаҩуп. Аҭак ииаша аҟаҵаразы ҳашьцәа нхыҵаара фырхаҵарала игәаҭатәуп аибашьра аҭоурых зегьы. Убасҟан иҟамлазҭгьы аидгылареи, иаарԥшымызҭгьы аиашьареи, иҟамларгьы ҟаларын иахьа ихьыԥшым захә иақәиҭу Аԥсынра. Иахьатәи дырраҭара зызкугьы дара роуп, шьхатәыла аԥацәа.
мы посчитали необходимым возобновить активную работу правительственной комиссии по координации деятельности государственных и общественных организаций, связанных с событиями в Абхазии. Вместе с правительственной комиссией проводит работу Общественный комитет солидарности с народом Абхазии. Мы и дальше будем продолжать оказывать помощь населению Братской Республики. Мы и дальше будем, используя все свои возможности, оказывать политическое давление на агрессора. Нам очень понятен искренний порыв отдельной части населения нашей республики, которая изъявляет добровольное желание принять непосредственное участие в справедливой борьбе народа Абхазии за свое освобождение. Но мы бы не хотели, чтобы напрасно лилась кровь наших братьев и сыновей. Мы считали и считаем, что народу Абхазии, а равно и другим народам, втянутым в эту войну, нужен мирный путь. Учитывая обстановку, мною в эти дни проведены беседы и консультации с председателем Верховного Совета Абхазии Арзынбой, заместителем председателя правительства Российской Федерации Шахраем, с рядом руководителей Северокавказского региона. Позиция Адыгеи остается неизменной. Это полный и безоговорочный вывод грузинских войск из Абхазии. И эту позицию мы будем отстаивать и дальше. В то время, вот даже во время войны, мы старались, между прочим, абхазское телевидение тогда тоже существовало и работало очень успешно, но мы почему-то, у нас какое-то поверье было, мы не снимались, старались не сниматься. Вот многие ребята знают, кто воевал, они считалось, что это, возможно, какое-то, предрассудки такие были у нас, что те, кто снимался, может погибнуть в ближайшее время. Вот. И поэтому мы как-то старались и не сниматься. Вот. Ну, а что я могу сказать по прошествии 20 лет? Отношение мое к этой войне не изменилось. Я считаю, что мы были правы. Я считаю, что в той ситуации, в которой находилась тогда Абхазия, не могли по-другому поступить братские народы, такие как адыги, кабардинцы, чеченцы. И сегодня, думаю, при тех же обстоятельствах, как бы ни было, мы бы опять были бы рядом с абхазским народом и стали бы плечом к плечу на защиту Абхазии, благодаря Всевышнему Аллаху и Владиславу Григорьевичу. Я думаю, все мы одержали победу в этой войне. Потому что такого лидера послать именно в такое трудное время, это большое счастье, это повезло абхазскому народу на самом деле. И у такого сильного лидера всегда оказывается и окружение очень сильное. Самые лучшие люди разных народов притянулись к нему в тот момент. Мы можем перечислить и много людей, которые окружали. Это Идбар Сергей, Султан Сосналиев, и Мухаммед Кюба, и Яганов. Там, я не знаю, очень много сегодня даже перечислить всех. Но благодаря его гению, причем он был всесторонне развитым, он был гениален буквально во всех своих проявлениях, во всех отношениях, и в жизненных вопросах простых, и в военных вопросах, и, я не знаю, там, национальных, исторических, там, археологических, во всех ипостасях этот человек был гениален. И вот благодаря тому, что он смог сплотить вокруг себя такой костяк умных, решительных людей, мужественных людей, я думаю, благодаря этому Абхазия одержала победу. Я тогда работал заместителем директора по воспитательной работе в училище, в строительном единственном училище республики. И я, наверное, был самый молодой зам. Мне было 31 год всего шел. И по поручению директора я должен был подготовить августовскую конференцию. Задание было такое. Ну и возвращаясь уже после подготовительных каких-то мероприятий, которые там провел, шел пешком, и мимо Белого дома, когда проходил, услышал
шум, большое скопление людей увидел. Это, естественно, не только праздное любопытство, а желание принять участие. Может, что-то такое серьезное, которое может коснуться и меня завтра, или моих детей. Подошел, и вот это страшное слово, которое там витало: война, бомбежки, обстрелы, есть погибшие и тому подобное. Это может, наверное, и глубокого старца всколыхнуть. Ну, естественно, когда был брошен клич, что надо помогать братьям, что мы такие же маленькие, и мы имеем право на защиту и тому подобное, как историк, увидев очень большое количество своих сокурсников, курсом ниже, курсом выше, которые учились, грамотных ребят, очень грамотных ребят, первый порыв был, записываться в добровольцы, а там же поэтапно решать этот вопрос, как пробраться, потому что кто немножко знает историю войны в Абхазии, отечественной войны в Абхазии, знает, что кроме захваченных и осажденных городов, как Творчери там и тому подобное, и Гагринский район был занят с этой стороны, оставался только Гудаутский район, в центре. И попасть... У нас не было ни катеров, это, естественно, ни аэропланов, чтобы как-то... То единственный путь только через горы. Вообще-то война – это довольно подлое занятие. Тем более в таком цветущем месте, как в раю. Это было... Я и сейчас, честно говоря, не могу сердцем взять эту войну, потому что она ничем не объяснима, ничем не оправдана. Взять это по-настоящему тот же самый геноцид, потому что мы не раз слышали заявление тогдашней правящей клики, которая говорила, что им нужна Абхазия без населения. Им было все равно, кто там будет. Главное, кто там проживает, главное, чтобы там никого уже не было. Поэтому это вспоминать очень и очень тяжело. Я всем рассказывал, и дома своим рассказывал не раз. Отдельные эпизоды, конечно, можно долго вспоминать, но вот это самое тяжелое, что я запомнил. И все, что я мог, и по линии конфедерации мы все время добивались того, чтобы побыстрее завершить эту войну. И проводили чрезвычайные съезды и сборы народов, так, как кто как мог. В общем, я хочу просто подчеркнуть, что такое ни в жизни, ни к одному народу я не желаю, а всем, кто сейчас жив, к сожалению, очень многих мы потеряли уже после войны. Всем, кто жив, чтобы вот это было только на экранах, в книгах, и больше на его ни с нами, ни с нашими детьми, ни с их потомками больше на Кавказе не повторялось. К счастью, я, наверное, родился в то время, когда мне посчастливилось увидеть идейных, очень целеустремленных патриотов своих народов, как и в Кабарде, в братском нашем кабардинском народе очень много было лидеров, как Гена Карданов, Яганов, Ибрагим, и много-много, Шадов, Шамиль, там их много было. В абхазских отрядах сколько было ребят, это готовых лечь на амбразуру, как говорится. Ну, это и понятно, они на своей родной земле, они защищали, они знали, что защищали. Мы, идя туда, конечно, ведомые Адамом Хуаде, Муратом Шавгеновым, это же были патриоты, они не просто в одночасье стали патриотами, они до этого занимались, молодежных хас, они работали, они были на виду, немногим они нравились, но очень многие молодые люди хотели быть похожими на них. И я не был удивлен, когда именно Адам Хуаде, небольшое количество адыгов вместе с чеченцами пошли уже, когда через горы. Именно он шел впереди, стараясь задать темп. Тяжело было. Более 2 суток мы шли. Тяжело было, действительно, без подготовки. Горы есть горы, когда нельзя и костры разводить, и на себе боезапас тащить. Тяжело было. Немножко порванном от сучьев, от камней и тому подобное, масхалатной накидки на голое тело,
Я просто, он впереди шел, я видел, я еще удивлялся, как он ночью не замерзает. Хотя он был мастером спорта и по самбо, и по дзюдо, это было чуть, когда он был помоложе, но на тот момент, короче, у него были и свои болячки, это, естественно, и желудок у него болел. Ну, как он это преодолевал стоически. И его вот эти слова, сказанные предсмертные во время боя в Учхозе, на меня не тратьте ни силы, ни эти самые, это уже бесполезно. Стреляйте в них. И зажимая раненый живот, он одной рукой пытался еще стрелять, когда его даже оттаскивали. Это ребята, которые оттаскивали его с линии огня, это рассказывают. Ну, вот так вот попали. Самые интересные эпизоды, это, конечно, у разных людей восприятие боев, трудностей, ранений, контузий происходит по-разному. Мы были помоложе, мы были посильнее, наверное, может быть, не морально сильнее, а физически сильнее просто и задорнее просто. Когда в Сухуми вот зашли ограниченным количеством людей, сделали вот эту детскую диверсию на Учхозе, на вокзале, короче, когда в Удауте ночью маленький радиоприемник, который висел на зеркале пазика, и несколько сот людей, женщин, стариков, молодых парней слушали вот это маленькое радио, я никогда не забуду. «Голос Америки» там передавал, что даже за 5 лет вооруженного противостояния в Южной Осетии единовременно грузинское формирование не несли таких потерь. Мы были горды этим. Как историки даже, когда мы только с гор спустились, сформировались, мы поговорили между собой для поддержания, психологического поддержания, короче, братского народа. Мы построились в колонну, большинство из нас было невооруженным, и мы мерным походным шагом шли по Удауте вечером, и по улице стояли люди, многие начинали кричать: «Вы кто, откуда вы?» И мы с Адыгеей, мы первые, за нами еще идут. Вот в таком вот ключе. Это была как-то эйфория. Вот тот позыв, который шел от нас к ним и от них к нам, короче, это незабываемо. Хотя, может быть, это кощунственно будет звучать, короче, конечно, я думаю об этом постоянно. И у нас находились люди, которые пытались повесить на нас ярлыки, что мы за деньгами грабить поехали. Но большинство, конечно, поняло, и большинство поддержало. И вот эти митинги, которые были около Белого дома, и наш первый президент Джеремов Аслан Алиевич повели себя в этой ситуации настолько грамотно и дальновидно, не дав раскачать эту ситуацию, не дав выйти этой ситуации из-под контроля, выступая инициаторами по проведению мирных переговоров в Дагомысе, там, это очень дорого стоит. Мартовские позиции, вот, очень тяжелый бой был. И много людей наших потеряли. Группа Карданова, Гена Русика. Вот этих, просто вот мы вышли, в Анжаре 18 годов жили тогда. Вот ребята говорят: ты постарше, подойди, скажи жене. Вот я подошел, жена там у нас, Гена жена, Ася. Вот никто не мог, они говорят: ну ты постарше, подойди. Я подошел сказать, что вот так. Я вот первая попытка не получилась, второй раз пошел. На третий раз только мог объяснить, что его вины нет. Ну, тяжелый. Вышли, потом, а пацану 1,5 годика, сын его там был. Короче, вот это самый тяжелый дом. Какой был вот это. Еще один эпизод вот этот. Вертолеты с Форчели вывозили. 17 детей вертолета. Роберт и Аскер. Сваны сбили и с концами тоже нет. Ну вот эти два эпизода такие. Просто
молодежи Абхазии, чтобы хотя бы не забыли то, что было тяжелые годы в Абхазии, 92-93 год. Рад видеть телевидение Абхазии. И, конечно же, хочется всех телезрителей Абхазии поздравить с наступающим 20-летием. Вот это действительно большое событие, великое событие. Вот. Для нас, конечно, добровольцев, это такое, 20 лет прошло, что ты скажешь, пролетел как один день. Я скажу, что вот я был позапрошлом году в Абхазии и работал на стройках, федеральных объектах почти год. Вот. И так сложилось лично у меня, что я почти 20 лет не был в Абхазии. Но когда я заехал, как будто и не уезжал. Вот такое ощущение, вот, я имею в виду то ощущение, которое вот у меня вот было, как бы я сам себя анализировал. Вот. Понятно, что многое изменилось. Я могу сравнить. Если бы я чаще ездил, может быть, не так это было бы заметно, но вот моими глазами я могу оценить, очень много уже сделано. В Абхазии я как строитель даже уже рассуждаю прежде всего. Вот. И в то же время еще очень много надо делать, очень много проблем, которые надо решать. Это вот дежурные слова, не то что слова, а вот с этого хотелось бы начать. Вспоминать войну просто тяжело. И сейчас вспоминать те какие-то яркие страницы, да все было яркое. И сбор добровольцев, который здесь происходил. Эти лица перед глазами стоят по сегодняшний день. Вот. И друзья, конечно, которые погибли. Практически два самых близких друга, что у меня были, они в один день, как говорится, погибли. Как это можно забыть? Поэтому, конечно, тяжело. Что хотел бы отметить, скажем, вспоминая то время. Тот дух, который присутствовал у людей, которые вот здесь на площадях митинговали, собирались и, как говорится, обсуждали все эти события, которые вот только-только в Абхазии начались, начало войны. Вот тот дух, это может быть самое главное. Понятно, война – это трагедия. Если ей каким-то образом можно быть благодарным в чем-то вообще, я бы сказал так. Это был тот момент, который здесь, скажем, в АДЕ, вот моего поколения, оно действительно встрепенулось. Где-то пошло самоочищение, где-то пошло, вспомнили, кто они есть на самом деле. Знаете, вот такое вот, как это можно сказать, сформулировать. Ну, может быть, это было некое начало каких-то хороших в будущем, событий, которые ожидают наши народы. Вот. Потому что 20 лет для истории, конечно, это очень мало, поэтому мы говорим и о будущем тоже. То есть ребята, которые шли на помощь, они были исключительно искренние в своих порывах и в своем желании помочь. Может быть, они же не были какими-то вояками там или с большим опытом ведения каких-то там боевых действий, ничего подобного. Просто, как говорится, дух вел вперед и желание помочь. А там как сложится, так и сложится. Я думаю, так это было, по большому счету. Поэтому и тем, кто погиб в той войне, конечно, это светлая им память. А уже, как говорится, живущим, никогда не забывать этих ребят. Это я не имею в виду не только в Адыгее, или в Кабарде, или в других республиках, в самой же Абхазии. Никогда не забывать всех ребят, будь то абхаз, адыг, неважно, кто свою жизнь положил на алтарь свободы прежде всего. А это самое ценное. Анализируя я
может, на склоне лет, не знаю, почему-то прихожу к мысли, что я, наверное, один из немногих счастливых людей на этом белом свете. Мне повезло не потому, что я был участником этой войны, это большая трагедия для маленького абхазского братского народа, а то, что мне повезло находиться в гуще этих событий с такими людьми в мирное время, может, судьба не дала бы мне встретиться с таким большим количеством действительно спокойных, уравновешенных, неброских на вид, но титанов, которые одним стрелковым оружием, зачастую первые месяцы войны, там, берданками, самопальными этими гранатами шли на танки. Там, это не забуду никогда. Когда в фойе пансионата «Черноморец», где собрались осетины, кабардино-балкарии, чеченцы, адыгимы Северо-Западного Кавказа, и было объявлено, что будет выступать по Сухумскому захваченному телевидению командующий тогда какой-то генерал-майор Каракашвили, что пленных будут показывать. Наверное, в жизни я так не нервничал, как не только я. Мы боялись, что наши товарищи, захваченные после пыток, после чего-то, будут выглядеть испуганными, запуганными, забитыми и тому подобное. Это в глазах других горских народов. Я больше всего этого боялся. Но когда они, где с хитринкой, с такой выдержкой выступали ради Бога, с Коцем, Муратой, а сколько вас было? Мы, предположим, первый поток там 300 с чем-то. Да не знаю, около 1000, 1500, я всех не знаю. А кто вас? Да их несколько человек было. Я стоял сзади, не слышал, короче. А как вы здесь оказались? Да не знаю, сказали погрузиться в автобус. Я хотел сам убедиться, что здесь, короче, вот, например, какие-то бои идут. Типа вот этого. Не выдавая, приумножая, увеличивая количество. То есть они нам умыли лицо, как говорится. Вот эти первые потери и столкновение с реальностью психологически было тяжелее. Для многих моих товарищей, например, для Сивхова Рамазана, отменный воин, красавец, он вообще мужчина, настоящий мужчина. Он всерьез иногда, когда мы встречаемся, говорит: помнишь тот бой вот, в Колхиде? Я не знаю сейчас, как она называется, тогда ее, это Бзыбское направление, вот этот, вот в этой местности, пригород, направление на Гагры, короче, это был для него очень тяжелый бой. Мы попали в окружение, к счастью, пробились, были легко ранены, контуженные. Мы заняли двухэтажный какой-то дом, немножко так холмистая такая местность, и дорога была как на ладони. Линия фронта была 800 метров за нами, и мы обстреливали все, что там движется. И потянув туда технику, нас обстреливали, там разворошили все, что можно там вокруг нас разворошить. Ну, нам как-то повезло, было несколько легко раненых, посидели в окружении пару дней, ничего страшного, вышли, короче, как говорится. Для Рамазана, для Желевотова на рубе, наверное, это самое тяжелое. Я почему-то это не воспринял так. Для меня тяжелый бой наступил вот в Вишерах, непосредственно в Вишерах. Там российская часть какая-то была заброшенная. Вот. Вот там вот рядом со мной, когда погибли, вот абхаз рядом лежал, ему попали в голову, сразу он насмерть погиб. Его двоюродный брат ниже лежал, ему как бы легкое ранение. Мне рикошет небольшой, там армянин местный какой-то, старик с нами был проводником. Ему и позвоночник все попало. Мы их, когда вот вытаскивали с линии огня, вот эти без сознания тела, они становятся очень тяжелыми, трупы, они тяжелые. Вот это было для меня тяжелее всего. Вот тащить их на себе, и отстреливаться, и уцелеть. И вот когда конкретно вот эти 30-40 секунд нас обстреливали в этом месте, мы беспомощно лежали, к стыду моему, может, и не стоит, но
Чего таить в душе это носить? Не боится только дурак, наверное. Я не знаю, дураком себя не считал, не знаю. Когда вот эту кукурузу начала носилась переводить, двухметровый неубранный огород, ну, там попали под засаду, я не знаю, как это назвать. Ну, стволов 10-15 нас обстреливало, неожиданно. Мы успели упасть, но кое-кто погиб сразу. Вот эта двухметровая кукуруза начала превращаться в силос на наших глазах. Это все сыплется, и вот такие огрызки остались. Некоторые пули попадают перед носом, земля сухая, вот такие фонтанчики. Невольно, короче, я не знаю, будешь верить и в шайтана, и в Бога, и во что угодно. Но я начал там и к Богу обращаться. Дай мне шанс уйти, короче, там 5-10, дочку хотя бы увидеть. Я начал дочку передразнивать. Как я с ней разговариваю, там, ну, это секунд 20 это сумасшествие продолжалось. Первое время было стыдно, хотя меня мало кто там слушал в грохоте. Ну, перед самим собой, наверное. А потом я начал думать, а что я стесняюсь? Это нормальные человеческие какие-то эти в годы войны, и окопные болезни были в Великую Отечественную войну. Люди, я не знаю, от налета самолетов, короче, постоянных налетов с ума сходили. Это нормальное явление, не боится только, я не знаю, идиот, наверное. И потом, короче, вот когда мы с Эшером пробились там, отбились там, вынесли психологическая ломка, которая происходит у каждого по-разному. Кто-то после нескольких боев ломается психологически. Это видно, когда к человеку, вот ты готовишься, например, к диверсии, там, к переброске на фронт, человек сильно здоровый, до этого шумный, веселый, энергичный, заводной, уходит в себя. Ушел в себя, глаза застывают на чем-то, мыслями он где-то на Северном полюсе, не здесь. Ты к нему обращаешься один раз, два раза, три раза рядом сидя, он потом, а? Идешь ты с нами? Конечно, о чем разговор? А глаза-то холодные. Они не то что боятся, он психологически ломается сейчас. Что-то с ним произошло во время боя. Вот это начинает задним числом сказываться. И нужен человек в отряде, хороший, сильный, с характером, который может сказать, чтоб все слышали. Мы знаем, ты воин, ты красавец вообще, но сегодня ты с нами не пойдешь. И это надо сказать так, чтобы он на зло не пошел и не погиб. Потому что человек предчувствует, часто очень предчувствует свою гибель. И вот этого человека, который ломается на эти глаза, нельзя заставлять. Его надо беречь. От его же судьбы, может быть. Может, у него мизерный шанс, но этот шанс надо использовать, а не гнать его вместе с собой. Он идет, насилуя себя, но это не польза ни для него, ни для людей. Такая ломка у меня начала происходить уже после ШЭП. Это когда хочется сесть, листок с дерева сорвать, съесть его, вкус почувствовать. Когда и птицу ты слышишь, которую обыденно не слышал до этого. А сейчас ты птицу слушаешь, но это тебя не радует. Хочется плакать, хочется смеяться, хочется чего-то, сам не знаешь чего, ломаешься. И вот в такой момент мне повезло. Я почему говорю, что мне дико повезло, я самый счастливый человек на свете. Мне посчастливилось встретиться, подружиться, стать братьями не только по оружию, по жизни, с такими людьми, которые и не пройдя обучение, но пройдя хорошую школу, стали очень сильными психологами. Характеры были на виду, как на тарелке. Человек, который с тобой делит все и ставит свою жизнь рядом с твоей жизнью. Как можно этого человека забыть, потом я этого не понимаю. Я в Абхазии работал в течение 16 лет, и есть что вспоминать. Конечно, начало абхазо-грузинской войны, это, конечно, начало было очень жестокое и очень, так сказать,
неприемлемые вообще для общечеловеческих таких так разумов. Почему? Потому что насколько мы информированы, насколько мы знаем, выпустить из грузинских тюрем рецидивистов до 10 тысяч человек – это отъявленные головорезы, которым дана была задача уничтожить абхазский народ. Мы и понимали, ни абхазский, ни адыгский, ни черкесский, ни абазинский, ни другие народы Кавказа невозможно уничтожить. Еще раз абхазо-грузинская война это показала и доказала всему миру, этого невозможно добиться ни одному человеку. Пусть он многочисленный, пусть он многомиллионный, пусть он владеет любыми, так сказать, оружиями и любыми способами, не победить кавказский народ. Но, тем не менее, я хочу здесь сказать, что очень печально, очень грустно нам сегодня. Вот 20 лет пролетело, как 2 года. И за эти 20 лет нам не забыть тех ребят. На моих глазах погибали молодые ребята, 20 лет, 22 года, 19 лет. Это была, конечно, жестокая, страшная война. Война была за защиту своего отечества, за защиту своей родины. И потому ни один абхаз, ни один кавказец не отступил ни на шагу. И все они, конечно, бились до конца. Защищая Абхазию, надо понять в этом плане более масштабно думать. Это защищали каждый свой дом, свою землю, свой очаг, свою семью. Поэтому пусть это уроком будет для многих народов. Грузино-абхазская война, еще раз доказала, не победить кавказцев, победить абхазов, победить адыгский, черкесский мир, победить вообще абазин и других народов Западного и Северного Кавказа невозможно. Знаете, особо кого-то выделить, наверное, не получится, потому что каждый, кто решил прийти на эту войну, был уже героем. И сегодня, по прошествии этих 20 лет, когда многих из них уже не стало, вот эти все, кто мы остались живы, помним о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Абхазии. И нас радует то, что сегодня в Абхазии уже наладился спокойный ритм. Это уже не просто самопровозглашенная республика, как ее тогда называли, а признанное государство. Нас это радует, и мы очень хотели бы, чтобы эти успехи росли, чтобы Абхазия стала бы всемирно признанным государством. Я в Абхазию прибыл в числе делегаций, там как раз после взятия Гагры, там конгресс проходил. Делегатами я туда поехал, и первым делом мы посетили госпиталь. И когда я увидел эту картину, что там происходит, там мгновенно созрело желание остаться там и взять оружие в руки. Ну и попал в батальон Килбы, Мухаммада Килбы. Мы базировались в Пицунде. Ну, я не знаю, дух боевого братства, впервые из мирной жизни, когда попадаешь в военную обстановку, и там складываются новые отношения, новые ощущения. Ну, я не знаю, все, что я мог вынести, самое ценное, я считаю, что вот этот дух боевого братства, мы объединенные одной идеей освобождения Абхазии. Вот этот дух, вот, он до сих пор сегодня тоже вот ощущается все равно. Столько времени прошло, но все равно. Сейчас вот этот Кишмахов Ахмед, я его не узнал, он меня не узнал. Через 3 минуты только друг друга, время так летит. Он посидел, пополнел, он афганец был, в то время уже боевой опыт имел. Но мы, как говорится, не обстреляны, держались рядом с ним. То, что я там запомнил, был такой момент. В горах прошел дождь, и надо было подняться на Шрому. Уровень Дунисты поднялся, и там прошел приказ, что пойдут только одни добровольцы. И сказали, там 50 человек, по-моему, 50 человек.
Вышли из строя 50, кто успел, а кто не успел, начали возмущаться, почему только 50, почему только 50. В этих спорах, там, я не знаю, приказ поступил, ну, мол, сегодня откладывается. Ну, вот такой дух присутствует. Ну, я не знаю, я счастлив тем, что мне выпала такая доля, что я смог принять там посильное свое участие. Конечно, жаль тех ребят, которые сложили свою голову, но, во всяком случае, в вечной памяти не каждому дано умереть за свою родину, за свою историческую родину. Нам не привелось, много жаль, и все равно их хочется вспоминать. У нас было 7 человек пацанов, первые, которые пришли. Из 7 нас 2 осталось. Абрюх, Аслан и я. Я изранен из ног до головы, изранен. Имею 2 контузии. Что еще сказать? Когда мы пришли, одни старики сидели, толкли до Красный Крест. Кишмари Руслана, знаете? Вот он пришел, короче, золотое руно. Там, говорит, старика одного убили, говорит, не можем вытащить. Мы приехали, вытащили старика. И позиции все начали воевать. Это было первое начало войны. Таких не было вооружений. Без штаба не было, ничего не было. Один был майор, засланный грузинами, командующим фронтом. Он нас 2 раза поставил. Потеряли мы тогда добровольцев от абхазцев, пацанов наших своих, форцборцис, там, этот фамильный Булдием стоит, у него еще на этом. Вот они вместе были. Вот их потеряли, мы там первое начало. Потом начали биться, Мухаммад Куба пришел. Линия обороны. В тот день нас очень сильно отодвинули почти до развилки, вот где армянское кладбище. Внизу Пицунда, с этой стороны. Оттуда нас прогнали. Но мы ночью опять отвоевали. Ночью вылазку делали, били. Первое, чтобы дух поднять наших братьев, взяли мы БМП. Написали в БМП «Базар штаб-снаб». Ездил вот этот БМП, всех вдохновлял. Что еще сказать? Брали плен, много генералов взяли. Много взяли генералов, 2 тоже, на вылазке. В Мехедрионе что мы делали? В Мехедрионе штаб, они же преступники. Местная полиция, они же эти. И мы с бедным Хасином вылезали со стороны мехедрионцев. Они сидели на балконе, нарды играли. А мы давай их шмаляли в балкон прямо и прятались. Битва начиналась у них. И мы в этот момент, короче, забегаем мехедрионцев, потому что они блатные были, у них оружие всякое было, у нас ничего не было. Мы зашли в Абхазию 3 автоматами за 1 гранатометом. Больше у нас ничего не было. Я босиком 18 километров прошел. На себя тащил, вот, чеченцы кидали боеприпасы, вот эти тепловые ракеты, лазан, много чего бросали. Ну, я знаю, что такое в Афганистане воевал, знаю, что это такое. Вот абхазские студенты, которые с нами были, пацаны. Я дерево рубил, носилки делал, ящики гранат не оставлял, забирал. Вот так первое начало у нас это было. Что еще сказать? До сих пор вот меня этот Ибрагим встречает, кабардинец. Почему, говорит, у тебя награды нету? Некоторые интересуются. Я говорю, моя награда, знаешь, я говорю, какая? У вас, говорю, Эльбрус есть, говорю, у нас тоже есть. Туда, говорю, залез, посмотри, зеленая маленькая страна, говорю, есть. Говорю. Вот это, говорю, моя награда, она, говорит, справедливая. Что еще могу сказать? Вот ребята, потом вот эти все, кто стоят после нас, начали приходить. Птичники создал я 1-й батальон, абхазский батальон, Карачаево-Черкесский батальон сколотил. Гагарские ребята, сейчас это ураган называется. А тогда мы создали Сатурн. Я птичники сидел, знаете, где птицефабрика. Вылезали, противогазы одевали, короче, да, поплавки делали. В воду заходили, короче. Сзади обходили аккорта, короче, били его, потом в воду уходили. Легенды про нас ходили, много что ходило. Абазийская группировка говорили. Вот так потихоньку создал батальон, потом Литфон не сняли вот этот.
И потом все эти приехали. Как говорится, Аллах имчила, все сколотилось. Потом, когда Гагру освободили, мы первые прошли, до пожарки, где туннель. Я был изранен, голову ранен. Там все равно прошли. Самое главное, что Абхазия свободная рада. Я ни за что не гоняюсь. Мои братья, фамилия Гешмахова. Брат Гешмари там находится. Гешмахов, Руслан, Гешмари много там. Моих фронтовиков, ребят, много там находится. Много кто умер. Сейчас самое главное, недавно с этого ехали, лечились наши ребята оттуда. Мы их встретили тут, знаешь, какая бзибара была. Козу зарезали, там, отправили их обратно. Самое главное, что мы существуем, живем, можем, здравствуем. Самое главное, что Апсны свободны. С одной стороны, если взять, мы без Абхазии, да, наши законы. Мы хоть кричим Абаза туда-сюда, но мы маленький народ. Но мы горды. Почему мы горды? Потому что у нас есть Апсна. 20 лет это вроде бы и объемная цифра. 20 лет это немало, но ощущение такое, что это было вчера. Внутренне. Вот с ребятами сейчас стоим, смотрим друг на друга, да, чисто физиологически ощущаешь возраст. А так отношение, то, что было в душе. Что было? Весть это пришла, а как обычно говорят, хорошую весть надо умножать, разносить, а плохая она сама приходит. Ее и просить не надо. Весь кого где застала. Я, например, в ауле был. А Кацагам, Старокувинский, жил, работал, семья, все. Многие ребята, все занимались потихоньку своим. Когда вот это... И никто никого не агитировал, никто никому клещ не давал. Просто даже взглядами друг друга поняли, когда на площади здесь митинг был. Уже было понятно, кто пойдет, кто будет чем заниматься, кто здесь будет. Все остальное потом корректировалось. Я в тонко сейчас даже вдаваться не буду. И за эти 2 года каждый из нас был там по возможности. У кого-то были ограниченные возможности, кто-то был от начала до конца, кто-то был с начала до середины, кто-то с середины. И вот мы здесь все ребята, которые там были, да, сегодня никто не считает, кто сколько там был. Мы знаем, кто там был, сколько он был и кто что делал. Но сегодня что могу сказать? Честно, уже не хотелось бы. Не хотелось бы повторять то, что было. Это для кого-то, может быть, это история, это книги, это кино, а для нас это жизнь. И, честно сказать, если вспоминать тех ребят, которые остались там навечно, это, в моем понимании, это чистый генофонд абхазского народа. И наши ребята, которые погибли, были замечательные, исключительно, намного лучше. Я это говорю почему? Потому что обычно война, там никто мед не раздает. Это война. И с году уже один другого прикрывал, один другого закрывал, помогал. Это война, сейчас не будем об этом говорить. Я что могу сказать? Единственное, хочу пожелать нашей родной Апсне, чтобы на этой земле больше крови не проливалась. Если будет кровь какая-то, пусть это будет жертвоприношение. Рождение ребенка, свадьба. Если даже будут ребята одевать военную форму, пусть это будет армия. Чисто, чтобы они росли мужчинами. В остальном, что могу сказать? Земля благодатная, люди исключительные. Это наши братья, я сейчас говорю, скорее всего, это для тех, кто не знает нас. Мне и вам друг другу нам говорить нечего. Мы знаем то, что и кто мы такие. А вот для тех, кто будет это смотреть, если это будет, чтобы они знали, что люди, кроме мира, добра, гостеприимства, практически эта земля для другого она и не создана. Но, к сожалению, есть иные силы, которым это нравится. Всевышним, видимо, спущена нам задача отстоять эту землю. И я думаю, что мы отстояли. Сегодня надо просто всем набраться ума,
всем набраться терпения. Гида аш қадам құртысына қалан. Амш қоған зағаз уақыз гейді. Уақырғар амшты сасын еқысын. Сынней келгім Мухаммад ачкун шачкун шоби хеди, ижот шоби хеди, айхбаша. ورابريو ما نزوش ورابريو ما نزوش ورابريو ما نزوش هنيزي حيشان حتى بحنتيزان يقرب شيت يقرب مش تخي شرومي ومستا позиция يبرج راح ابصر بني جيني وبخار خيرلا يا ان شوزر يخي كشاز را براش منشا رجع орден Леона ему барахирт на Мухаммад герой ему барахирт за отвагу из газны хавказ зачком шасарау развит физпедзом изис него дарачком шазны хазр язн хаз ай бишро бихарам хаз чари цены усқам ладзет ачком ша яха из гера йгам черкес чурунге жужах робиго агарча чурунге избазом оса йгорч дасу أشردم تزيد دزاز سميلاتها سبصادقي لحنا دنين يوس نادر قيا شاي تشترخن مبرحن راجع بصادق لبرحن يا يزدها يا خا رن بس كش خذ يزي جس كش بخذ يقبر كش بخذ ربيع الله وسرا برا سشكون دنا أتصاري يزيد قديم دنا ألقى بابا سابسن السعودي حنا بسنا وصلت سيد سرقي بسنو بوا جراجي ياوخن يوشوي يومزم أني جح يحبسات جلو بريح يحبسات جلو أول دخيقو جي زي يا خير سيدرو موسس وكو درلنا يا خيجي أمش يشيب شولا هي بشرة يبش за موسى надо трудиться надо бороться надо жить надо государство создавать закон создавать потому что по-другому начало хитха сухамаца. Это бара дунешев шола инубага ачкунша. Итахаз гида бед, ярхуз гида бед, ашага бед, ирузги. Ваги итахаказа агахт. Ян хаз анзрар ман гизайт. Абрахерела сидрума абснеза сваша. Амилат куйго из гирепшна иравагалан изицона. شزار رمنا عم تشردا صخا بريدوني قشوش تحني نرحوشا عم تيلا شو نشوف كتير درشا بري أي بشريقة كوزاش كم شابا يخون ربشراك يشكون شان يختار خاشلة كده خوشكا زوز خوشكا راوخ نيغو إزيجي قرية خست يسوشا نوسا чтобы выделить что-то. Вот когда я вижу этих наших боевых друзей, я радуюсь, и одновременно меня постигает эта грусть, посещает грусть, потому что мы уже стареем, вот 20 лет, какие мы были, какие сейчас стали, это уже совсем другие люди. Многие из нас уже дедушки, уже по несколько раз дедушка не халахет. Проблемы какие есть? Проблемы только со здоровьем. Вот хочется, чтобы недолго жили наши добрые, хорошие друзья, товарищи боевые. Хочется, чтобы у них было здоровье, чтобы у них хватило и памяти, и здоровья, чтобы передать вот эти чувства, которые мы испытывали во время войны, передать своим детям, внукам, чтобы эти люди знали, что любая война когда-нибудь заканчивается. И любая война – это всегда плохо. Это плохо. Человек, когда приходит к тебе с оружием, ты не можешь, не имеешь другой возможности, как взять оружие и самому защищать себя. Вот в Абхазии такая ситуация как раз таки и была. Вот эти ребята разных национальностей, которые встали, мы друг друга не знали. Мы во время войны познакомились. Вот эти друзья, которые рядом стали, и мы во время войны познакомились, я им очень благодарен. Вот человек, который перешагнул эту границу, зная, что там война идет, и не знает, он вернется из поля боя, вернется домой живым и здоровым. Вот это герой, я считаю. Вот эти ребята, они герои. Этот поступок человеческий, сверхчеловеческий поступок, который они сделали. А это должна быть, видимо, в душе, в воспитании человека должно быть. Военкомат не призывал на войну. Мы сами, кто как мог, когда хотел, как хотел, так и появился.
в Абхазии. Уже несколько наших боевых друзей, товарищей переехали в Абхазию, живут там со своими семьями. Вот это след, который оставила эта война, и вот они решили закрепиться на абхазской земле и живут там. Не только абазины, которые вернулись на свою историческую родину, но и черкесы там есть, которые там живут, обзавелись семьей, живут. Я радуюсь, когда вижу, у людей нормально складываются семейные дела, на работе все хорошо. Дорогие зряду, не зряду Аллах им зазаряет, шардал им зазаряет. Я им благодарен. Я знаю, что абхазский народ много раз благодарнее, чем я, но я свое искреннее желание выражаю. Я именно этим людям благодарен за то, что они такой поступок совершили. Это будет и примером для наших внуков, это будет примером для всего народа. Вдруг беда у кого-то, это человеческое чувство, сочувствие, жалость, уважение, любовь, ненависть. Вот весь у каждого человека есть. Вот эти проявления у этих людей есть. Сразу без рада зайти. Пусть они будут у меня долго-долго. Я вместе с ними долго, чтобы прожил, чтобы я эту войну вспоминал редко, но чтобы всегда помнил вот это человеческие чувства, добрые, братские чувства. Где-то, по-моему, на 3-4 день боевых действий, когда ребята уходили туда, мы по возможности препараты и средства первой помощи мы им дали, когда переходили. Потом спасибо бывшему главному врачу республиканской больницы, он грек по своей национальности, Халджи Анатолий Константинович. Я обратился к нему с просьбой помочь медикаментами Республики Абхазия в этой войне и так далее. И мы первую отправили где-то, по-моему, в течение первой недели. Посадка вертолета была в городе Теберда сейчас. Вот в Теберде вертолет сел, и загрузили медикаменты и отправили туда. В последующем, в ходе боевых действий, когда вы ехали, наверное, вы заметили, что вот здесь вот стоянка есть около больницы, да, перед больницей стоит. Там была свободная площадка. Ну, это, по-видимому, мы разговаривали с Мухаммедом Кильбой, достаточно тщательно общались, плотно общались тогда. И он сказал, что там есть такие этапами оказания помощи медицинской. До конца специализированную помощь не могут при фронтовой зоне оказать. Поэтому он сказал, что при необходимости мы сможем организовать оказание помощи определенной категории больных в нашей больнице. Я обратился снова к тому же главному врачу. Он дал добро на это. И за период войны, я думаю, около 12 больных было переправлено сюда. Вертолет садился прямо на эту площадку, не останавливая этот пропеллер, я много раз вспоминаю. Как его, кружение ветра под этим. Выгружали их, завозили. Есть многие ребята, я которых фамилию помню, которых оперировали. Но я в то же время им сказал, так, может быть, она сейчас как-то незаконно, некрасиво звучит, но в тот период я хотел их дух поднять, психологически, чтобы они расслабились. Я освободил 2 палаты. Я сказал, вернетесь туда, скажите, что здесь заведующим хирургическим отделением находится абазин. Пусть они воюют как следует, полноценно, но за возможные мелкие ранения мы будем им отвечать здесь. И каждый, кто будет их сопровождать, я выделил отдельную палату для больных, которые доставили, и 1 палату освободил для сопровождающих. С ними приезжали ребята, не то что отпуск, как сказать, 3-4 дня, которые приезжали, Чечня, Кабарда, они высаживались здесь, но ночью они должны были находиться здесь. И с моим товарищем Дзугов Мурадин, такой мой одноклассник, мы там чуан, говорим мы. В этом мы вареное мясо, в другой руке держал в пакете водку, коньяк. Я приносил тем, которые сопровождали их. Я говорю, только не нарушайте покой. И ни один человек никогда, громко даже не поговорил в отделении. И многих, которые я вспоминаю, которых по несколько раз мы оперировали, у вас практически все выздоровели. У нас погиб один парень Масаев, такой с Кабарды был парень. Конечно, у него очень тяжелейшее повреждение было. Первая операция была там. Здесь так тяжелая инфекция была. Парень,
конечно, он погиб. Молодой, симпатичный парень. И, ну, это моей профессиональной деятельности я так помогал. В силу того, что возможность была определенной материальной помощи, я вот несколько раз, вот у нас были беженцы, где-то в саду Псышском жили, ну, я старался им помочь. Это все говорится не потому что вы меня спросили, и даже в одной из газет было написано: а хирург Татаршау откормленного барана послал его в садик. А я шутя подумал в душе, наверное, кто-то из больных думает, кто же из нас повез эту барашу, которую он отправил. Вот такая сейчас мы с улыбкой вспоминаем, конечно, это трагедия. Я вот в прошлом году был в Абхазии летом. И вот, знаете, у меня такое чувство сложилось, как-то мне даже нехорошо на душе становится. Земля плачет до сих пор. Вот я приехал и такие слова сказал людям. Вот я ходил, я что знаю Абхазию, я людей знал. Женщины не могут глубоко вот из души улыбнуться, засмеяться. Со мной были люди, которые не с нашего региона, а с Ростовской области. Я сказал: вы знаете, этот народ вы не видели до этого. Она даже хочет улыбнуться, у нее не получается. И вот землю я ходил, она вот не то, что то, что пропитала нас, эту кровь. Дай Бог, чтобы она могла уйти в ближайшие годы. Но я в этом глубоко сомневаюсь, потому что эта боль слишком глубочайшая. Я тебя в прошлом году не испытал бы, это вот не увидел бы. Вот что такое страдания, я не понял от этого народа сегодня. Вы принимали, вы оперировали бойцов, да. Ребят наших, ваших. Вы смотрели в глаза раненого, и они как бы тоже смотрели на вас, на доктора, и с надеждой. Вот вы почувствовали в их глазах, в их душах вот дух, героизм. Вы знаете, за что вы замечали? Наверное, все-таки это хороший вопрос, я так думаю. Вы знаете, я думал о том, что первое, о сопровождающих я хотел сказать. Это когда ребята, которые приезжали, они немножко худенькие были. Видно было, что они уставшие, что ночь не спали. Это об этой мысли я думал. Вот сейчас вот ваш вопрос меня навел на то, что вот молодой же человек, допустим, да, попадает. Основная масса это молодые ребята были на войне. Вот то, что те, кто попадают. Но удивительно, они все они были очень тяжелые. И вот удивительная вещь, в глазах, конечно, человек хочет надежду на спасение. Но никто, никак, вот перед Богом я говорю. Не потому, что сейчас надо перед камерой восхвалять их. Я искренне говорю. Никогда никто. Наверное, там попадали те, которые душами велики, ребята. Ни одного я никого не видел. Тяжелейшие перевязки мы делали. Вот тампоны мы по полметра вытаскивали из живота и так далее. Ни один человек ай не сказал слова. И никто не умолял: да, я буду жить, спаси меня. И тогда никогда. Вот если вопрос не задали, я, может, не акцентировал бы на этом внимание. Понимаете, вот я сколько вот ребят вспомнил. Даже вот Лева, Кильба Лева, он сейчас там живет у вас. Да. Мы ему несколько раз чистили ногу. Он настолько бедный, устал, под самый конец он говорит: да сколько же будете чистить, он сказал когда-то. Но никогда никто ни одно слово не сказал. И никогда не увидел ни у кого страха. Страха он находится, он должен, по идее, чисто человечески, инстинкт самосохранения, он должен бояться погибнуть. Но я вам даю слово, что ни один человек ни разу, ни словами не попросил: помоги, спаси до конца. И ни у одного я увидел, что вот такую дрожь, боязнь перед смертью или что-то такое. Вот такая вот, то, что вот я увидел этих ребят в глазах. Вот вы задали вопрос. Вот у меня что осталось в памяти о них. Вот в истории человечества свободу, я не историк, но насколько я знаю историю, никто не добивался подписанием документов. Свободно добивалась борьбой на добыта народов Абхазии, Северокавказа, их республики, России. Эта свобода добыта. Глубоко, конечно, скорбим по тем, кто погиб. Вот сейчас я разговаривал с отцом парня, который погиб с моей улицы, Куджев, Мурат.
красавец парень. Он, говорят, ребята, на мосту каком-то бой шел, и эти грузины наступали, там осталось вот наших небольшое количество. И он, чтобы показать, что не боится, встал, начал танцевать лезгинку на мосту. В него стреляли, и он танцевал лезгинку. Насколько это правда, так мне сказали. Вот я с его отцом, конечно, вспоминать все это тяжело. Погибли молодые, красивые ребята, которые должны были жить. Я очень хотел бы, чтобы никогда эта земля Абхазии, никогда больше капли крови в войне. В маленьких играх пусть ребята ранятся, но никогда, чтобы от выстрела ничего не видеть. Пусть эта республика процветает. Это уже не республика, это государство Абхазия. И пусть мы его будем одной из самых мощных. Ну, по численности территории она никогда не сможет огромной быть, но пусть мы будем видеть, что огромная. Здоровья всем жителям, успеха, мира, самое главное. Пусть на этой земле никогда больше не будет войны. Нхуц Кавказым ташхакыр хуцны язи башра ирылаза шаянагит хулчтырла ейзайгу зыбызшва хаштыбшпи кучызту здухат культурала зцас зкябз апсорясназго ажла рычкун цараштве рейкурхараза яна ебышван кырттула пемпаза хали шапсужла рыбхра апшыз газинер чагылаз Кавказ шлапацра Абстна ахаквитра аюан зарабжар штарымзи. Хадгобхарал ебешоз рыбжара иқан зынза и купш зазги. А школ даштаза ебеша қалет ханяха яаваз дрыцнат буклит ақабардачкун Валерий Берхамов. Уз шақаюан, шақачарбшы. Хдыратара арюхтырчы шара южбойт и шахавойт қабарда Болгариян нахудз вапстулан баахудз вапстулан бияны хаквитра зебешоз зхуй мегзіз. Хаштрий, урт, ртацрий. Перед этой войной, задолго перед этой войной, председатель Комитета обороны Конфедерации, генерал-майор, доктор философии, профессор Осетин Ким Македонович Цаголов уходит в отставку. И мы подбираем, я его утверждаю, потом возил на парламент Грозный, парламент работал в Грозном, Султана Сосналиева. 15 числа, когда наш министр обороны Султан Сосналиев, первый генерал абхазской армии, когда он об этом услышал, ему не нужна была никакая команда. Он, как министр обороны, собрал 18 своих, быстро свою бригаду, выехал, доехал до Гагры. В Гаграх, вы помните, тогда десант был высажен, и его останавливают грузинские войска. Он укладывает машину, а машина была с арабской надписью. Машина ездила в арабские страны, в черкесской диаспоре. И грузины смотрели, и он крикнул: «Я еду детей вывозить». Детей вывозить. Грузины, которые грабили тогда Гагры, они не захотели, там никаких проблем, его пропустили. Вот так Султан Сосналиев с первым отрядом он прошел. И по всему континенту началось вот это, по призыву конфедерации, началось вот это добровольческое движение. Сегодня начались подготовительные дни празднования великого праздника. Праздника 20-летия победы абхазского народа над грузинским фашизмом. И иначе не могу сказать, кроме того, как это был воистину фашизм. Почему я именно так говорю? Я помню слова султана, который мне говорил, который изучал историю Отечественной войны довольно-таки глубоко, так как он служил
в советской армии и знал, что такое фашизм, наверное, глубже, чем мы. И он тогда сказал: Люба, поверь мне, грузины порой фашистовали сильнее, чем немцы. Это были его слова, это я запомнила навеки. Сегодня, оглядываясь назад, я хочу подчеркнуть, что эта война была не только абхазов, эта война была всех кавказских народов. Я имею в виду освободительная война, в которой участвовали все кавказские народы. Участвовали не только кавказские народы, но все, у которых были чистые сердца, чистые помыслы. Сколько ребят из России погибло во время войны. Мы это не должны никогда, мы даже это не должны забывать этого, мы должны помнить об этом каждый день, каждый час. Сейчас, к сожалению, порой слышатся такие слова, что пора об этом забывать. Нет, если мы забудем прошлое, у нас будущего никогда не будет. Я очень горжусь абхазским народом. Народ, который отстоял такую жуткую войну, который не стал на колени. Этим народом надо всегда гордиться. Я говорю эти слова всегда говорил султан. Об этом мы говорили один на один, сидя у себя дома, порой за чашкой чая. Когда мы начинали очень грустить об Абхазии здесь, в Нальчике, мы всегда вспоминали, может быть, это были страшные дни, но он иногда говорил: Люба, а в то же время это были светлые дни. Это были светлые дни, потому что люди были настолько чисты душой по отношению друг к другу, что вот как бы народ проснулся, в нем возродились те старые гены адыгов, гены абхазов. Вот он даже об этом писал мне в письмах. И он говорил, что я удивляюсь народу Абхазии, который не стал на колени. Я хочу пожелать абхазскому народу мира, благополучия, спокойствия, чтобы было спокойствие у каждого абхаза в душе, чтобы больше никогда не проливалась кровь. Я мечтаю о том дне, когда об Абхазии, как о стране, заговорил весь мир. Все мировое сообщество поняло, что нельзя, надеясь, что народ многочисленный, поднимать оружие. Еще раз хочу пожелать мира и благополучия каждой абхазской земле. Я вас всех очень люблю, я вас всех очень почитаю. С тех пор, как не стало султана, я считаю, что я обязана вдвойне и за него, и за себя больше думать об Абхазии, делать все возможное, что есть у меня в силах, для того, чтобы этот абхазский народ процветал. Мира и благополучия. Дело в том, что еще до войны, за 2 года, тогда в университете была организована молодежная хаса, и группа единомышленников у нас была. И мы начали налаживать связи, контакты с Абхазией, с абхазской молодежью. До войны, еще до начала. Если вы помните, в 1989 году в Абхазии произошли в июле столкновения в Сухуми, да, тогда были потери, погибло около 5 абхазов в этих столкновениях. И вот тогда первый раз мы с друзьями, вот здесь один из них присутствует, Кожев Заурбек, Науржанов Ибрагим, значит, Альберт Хамуков, 4 мы перешли через перевал, и тогда мы первый раз пришли в Абхазию во время этих событий. Дело в том, что тогда еще был Советский Союз, граница была блокирована, войска были введены, был еще у власти Горбачев.
И мы тогда решили, что самый кратчайший путь – это через перевал. Мы перешли через перевал, прошли в Абхазию. И тогда мы, в принципе, первые контакты у нас появились с абхазами. Тогда же были другими путями туда пришли представители других народов Кавказа, чеченцы, дагестанцы. И тогда же были вот эти учредительные документы. Идея сама создания Ассамблеи горских народов Кавказа тогда появилась. И вот мы эти документы привезли тогда из Абхазии домой, передали нашим старшим. Тогда было три организации младыгских. Это МЧА, Конгресс кабардинского народа и, значит, Адыга-Хаса. И мы передали эти документы Шанибову, Налоеву. И вот взрослые, более старшие наши, значит, коллеги, они по линии Конгресса Конфедерации горских народов начали вот эти связи устанавливать между адыгами и абхазами. А мы по своей линии, молодежная Хаса, мы стали проводить ряд мероприятий по линии культурной и научной. Тогда же, если в 1989 году с вашей стороны Ливан Мика принимал участие, с нашей вот Науржанов Ибрагим, вот Кожев Заурбек, Хамуков Альберт, мы сделали первую конференцию студенческую горских народов Кавказа в Сухуми в 1989 году. В следующем году, в 90-м, мы провели такую же конференцию в Нальчике горских народов Кавказа. Осенью 90-го года Ибрагим Науржанов и Ливан Мика организовали совместную археологическую экспедицию. Около 20 ребят с молодых с Абхазии приехали в Кабарду, работали здесь, потом 20 наших ребят перешли через перевал туда. И, в принципе, мы тогда понимали уже, обстановка накалялась, мы понимали, что война неизбежна, и мы, в принципе, к этому готовились. Ну, не сказать, что вот все, но вот узкий круг наших друзей близких, мы понимали, что будет война, и мы даже думали о том, что если вот начнется война, как мы туда попадем, что мы будем делать и так далее. Предварительно мы об этом думали. И вот непосредственно перед самой войной, летом 92 года, там очередной раз обстановка обострилась, и мы выехали туда с группой ребят, около 20 человек, приехали ребята из Чечни, с Карачаево-Черкесии. Мы жили в Новом Афоне непосредственно перед войной, если, чтобы быть на месте вдруг, если обстановка вот резко изменится. И в эти же дни, если вы помните, там проходили дни культуры абхазо-адыгского народа. И вот тогда я встретил там своих двух близких родственников с Турции, я вынужден был их привезти домой, в Кабарду, чтобы они погостили. И вот я только их привез домой, и я услышал известие о войне, что началась война. Тогда же вот Конгресс кабардинского народа и председатель, лидер всех черкесов мира Юрий Хамзатович Халмуков сделал заявление на весь мир, что черкесы, адыги обязаны поддержать абхазов не только морально, но и создавать добровольческие отряды и всеми возможными средствами, значит, пробиваться в Абхазию и оказать вооруженную, не только гуманитарную, но и вооруженную поддержку. И Юрий Хамзатович Калмыков, как истинный сын черкесского народа, он это заявление сделал. И, естественно, это было для нас всех, то есть нас уже ничего не удерживало. Мы и так готовы были туда поехать, но когда уже официально лидер всего черкесского мира сделал такое заявление, началась работа, и в этой работе принимал участие весь кабардинский народ, общественные движения, потому что это было не просто переправлять туда людей, отправлять, вооружать и так далее. И так как мы уже заранее немного были готовы сами, мы сами, значит, первой группой смогли туда через перевал попасть. Мы с добровольцами Адыгеи, Карачаево-Черкесии, с чеченцами, мы на машинах, на Уралах, около 4 машин, около 200 человек, мы проследовали через Грозный, через Кабарду, через Карачаево-Черкесию до перевала, и там уже перешли через перевал. 21 августа мы были в Абхазии, 25 августа мы уже приняли первый бой. Ну, коротко вот так можно сказать, как мы там оказались. Когда я поднялся на вершину хребта перевала, я посмотрел в обе стороны. И в сторону Абхазии, и в сторону Северного Кавказа. И я был поражен, потому что нескончаемый поток был. Не было видно ни конца, ни начала. Люди шли с оружием, через перевал поднимались. Пока мы приехали на Уралах, следующие группы подошли, на вертолете высадились. И практически с обеих сторон перевала нескончаемая цепь поднималась людей на помощь Абхазии, добровольцев. И вот тогда я немного испытал гордость за свой народ. Я понял, что
в общем, есть еще народ, раз столько лет не было связи, и вот в критический момент столько людей отозвалось, значит, еще черкесы и адыги еще живы, значит, у них дух еще есть тот старый. И вот когда мы пришли в Абхазию, естественно, тогда было бы намного больше добровольцев, около 2000 пришло туда, но была проблема с оружием. Вооружить всех не могли, поэтому многие вернулись домой. Но вот тот костяк, который остался, мы, значит, попали в Пицунду, и нас, значит, с первых дней войны мы оказались на Гагринском направлении. И, естественно, это было очень плохо, что Гагра была в руках противника, потому что она отсекала от Северного Кавказа, от гуманитарной помощи, от тех же добровольцев, которые должны были прибывать. И задача стояла Гагру освободить. И первые дни не было сил, но потом, когда приехал уже командующий Султан Сасналиев, был очень грамотно составлен план этой Гагринской операции. И малыми силами, я думаю, там не более 300 человек принимало в освобождении Гагры, а противная сторона около 2000 была в Гагре, по моим данным. С артиллерией, с танками, с БМП и так далее. Вот эти 300 человек смогли освободить Гагру, и в военном плане это была классическая операция. Можно учебники по ней писать. И мне самому, значит, я рад, что принимал участие в этой операции. И потому что она была очень спланирована, очень грамотно, потому что все было продумано в тактическом плане и так далее. И малыми потерями город был освобожден. Но это и заслуга и бойцов, конечно, которые принимали участие, там и абазины были, и черкесы, и чеченцы были. Но в первую очередь надо отметить, что кто разрабатывал план Гагринской операции, что она была очень грамотно спланирована. И благодаря этому, в общем, все прошло так, как нужно. Мы таскали снаряд, слушай, больше нам ничего не позволяли. Оруженосцем были. Вот ребята вот эти, когда пошли воевать, когда обратно шли, завтрак, обед, ужин, постоянно нормально был. Надо же добывать корм. А как, если голодный, через минное поле полезешь, а через другую поле повезешь? На Хабюке, когда они сидели, ну, голодные, вот эта июльская операция идет. Август месяц. А кушать, нет, июль месяц тогда, это июль был. 93-й. Да, 93-й. Голодные, есть надо, делать нечего. И он взял, умудрился спуститься в Хабюк в грузинское село, я там название не помню. Там половина грузин сидели. Грузинское село зашел, корову у них увел, и через минное поле, вот 2 свои ноги и 4 еще коровьи через минное поле провел. И во многом, вот кто-то смеяться будет, а благодаря тому, что подразделение сумело, питание получило дополнительное, и оно смогло удержать, сами знаете, голодным много не повоюешь. Вот это его заслуга. Вроде бы мелочь, кажется, ну, это одна из того, что он сделал, так он много очень дел участвовал. Сосед говорит, корм мало, говорит, корм. Покойный Гена Карданов нас собрал всех, мы только приехали, вот человек тоже со мной был, все время там вместе находились. Он нас собрал, группу человек 30 нас. 38. Да, собрали, сидели в Гдоутах, ждали пару дней, пока вертолет там. И на вертолет загрузились, прилетели там, как-то мы, там и свет был, и газ был, где мы были, вот, как-то в доме творчества. А когда прилетели, там вообще ничего. В Меркулах сидели поначалу, было там. Как-то находились все, кабардинцы все вместе находились, но ребята и армяне были, и абхазы были, а так сейчас как-то по именам уже так и не вспомним, да. В Меркулах там были, сами помните, какие там происходили. Да. Потом в Атар-Абхазске переехали. Помощь нам больше понадобилась в Атар-Абхазске, там людей меньше было, мы туда переехали. Как там на Восточном фронте было? Там такого, как со стороны Ишера, Сухуми, там такого не было. Там было как-то людей мало было, вооружений мало было. И как-то, допустим, если в одном направлении, где-то в одном селе прорвали, там вышли, короче, все как-то туда старались кинуть силы. Вот так, с одного конца в другой конец как-то вот так получались, передвигались. Транспорта такого не было. Один КАМАЗ был, то на трансформаторном масле работал. Да? Да. Пешком, бывал пешком километров 70-80 ходили туда-сюда. Надо было ходить. Вот. Что еще? Вот так же.
расскажи, как с 8 марта поздравить. У нас был случай такой, просто это в Атарабхазском было, да? Да. Аскер Молот, там же покойный, Гены уже не было. И просто, говорит, 8 марта было, на следующий день 8 марта, солнечный день. И, говорит, а там, как-то мы на высоте сидели, и лес такой, и в лесу там, я не помню, как это село какое называл, там село какое-то поставили. Не Адзюбжа, там рядом какое-то. Атара, видимо, Адзюб. Мы в Атара-Армянский, Атара-Абхазский. Адзюбжа, вот, начало Адзюбжи, ну там как, я не знаю, я не помню, короче, ну, в Адзюбже тоже мы бывали во время войны, но там видно было, что люди, которые там с той стороны грузины, я не знаю, кто там сидели, они готовились 8 марта, видимо, праздновать или что-то такое. Ну, вот как-то Аскер собрал группу, так, мы поздравили их на 8 марта. Хорошо. Когда началась война, к нам в часть прибыли представители иностранных телекомпаний. Вот я помню, что был парень с BBC, и который попросил сопровождать его для снятия этих всех боевых действий. В сторону Гагры мы не поехали, мы поехали на Эшере. Там уже шли позиционные бои, наступали танки, и он попросил им туда отвезти. В сопровождении солдат мы прибыли на Эшере, и прибыли в тот момент, когда я слышал разрывы и видел, как улетал вертолет. Но когда мы туда уже к Эшерам подъехали, оказалось, что этот грузинский вертолет обстрелял колонну беженцев, которая выходила через Эшеры на нашу сторону. И моим глазам предстали разорванные тела женщин, детей, мужчин, сожженные автомобили, по которым был нанесен удар. И этот корреспондент, который снимал все это BBC, он аж потерял сознание от этого всего увиденного. Он это все снял. Я вернулся и в часть и встретился в Пицунде с главой администрации, рассказал ему это все и сказал, что такие зверства надо фиксировать для будущего трибунала, чтобы эта грузинская военщина знала, по кому она стреляет. Не по боевым позициям, а по беженцам, мирным жителям. Это неоднократно я такие вещи видел. Начиная с августа по декабрь 1992 года я находился там. В силу своих возможностей оказывал помощь нашим добровольцам. Я очень гордился, что первыми в помощь именно братьям-абхазам пришли кабардинцы. Я с ними очень честно общался. И когда первые команды Бзыби, я их встретил в штабе своего односельчанина, именно Шариева Хаути, меня переполняло чувство гордости. Это неописуемое такое у меня чувство было. И в порядке, что соорганизовались, оказали оборону, смогли создать армию, смогли выгнать эти оккупационные войска с территории Абхазии. Это большая заслуга именно и наших добровольцев тоже. Война, в принципе, и ее последствия не завершились бы только лишь в масштабах одной Абхазии. Эта угроза была и южным регионам Российской Федерации, и Северному Кавказу, народам Северного Кавказа в том числе. Ну а для нас вопрос о том, нужно помогать или нет, для кабардинцев он не стоял, потому что если все шли, исходя из определенных каких-то интересов, чеченцы какие-то свои интересы, казаки какие-то свои интересы, хорошие интересы, ничего против не имеем, то у Вадыгов вопрос стоял однозначно, никаких интересов, это родственный народ, все, мы должны помогать. И мы должны и в дальнейшем вот так, наверное, держаться, независимо от того, какие интересы бы это ни руководствовались. А то, что между нами иногда возникают какие-то определенные вопросы, это нормальное явление, между двумя братьями и то возникают, они садятся и спокойно их решают просто-напросто. Также и мы должны решать это. Я к тому это говорю, что вот в свете признания геноцида черкесов в XIX веке парламентом Грузии находятся те, кто пытаются под сомнение поставить нашу помощь Абхазии, наши родственные отношения с Абхазией. Ну, мы
сказали очень просто. Признали очень хорошо, но не более того. Это не значит, что мы должны теперь под сомнение все свои историю, тем более недавнюю, ставить из-за этого под сомнение. Тем более, что в этом геноциде после царизма вторую роль по значимости сыграла сама Грузия. Об этом она очень почему-то умалчивает. Но это спор уже такой, это разговор такой уже историки, которые должны вести, поэтому не будем углубляться в эту тему. Ну а в конце просто хотелось бы поздравить и Абхазию, и граждан Абхазии, независимо от национальности, всех, кто какой-то вклад в достижение победы сделал, какое отношение какое-то имел к этой победе. Всех с этой победой. И не только Абхазию, но и наших добровольцев, наш народ тоже, потому что мы тоже часть какую-то своей там оставили в Абхазии, и поэтому причастны к этому. Для нас это уже история, которая кровью нас связала. В общем, всех с Днем Победы, всего самого лучшего. И дай Бог, чтобы было мирное небо над головой над нами. Мы хотим, чтобы молодежь не забывала то, что сделал именно не кабардинцы, а именно все добровольцы с Кавказа. Со всех сторон были казаки, были осетины, чеченцы, кабардинцы, адыгейцы, черкесы. Все базы. Это кто, кому не безразличен был народ Абхазии, они все были здесь. Поэтому мы хотим, чтобы это не забыто было, поэтому этот фильм снимаем. Мы утром в 10 часов возложения делаем на площади Абхазии, в 12 часов открываем музей. Нам в Краеведческом музее дали уголок, где мы можем открыть этот музей. Потом в 6 часов презентация этого фильма. И 28-го на следующий день мы выезжаем сюда, и 30-го с вами, как всегда, мы будем встречать День Победы, который для нас очень дорог, и как и для вас. Это наша общая победа, поэтому 28-го выезжаем, и дай Бог, дай Аллах, будем 30-го здесь. Целых 12 месяцев, целую вечность длилась эта война. Десятки сынов народов Кавказа, юга России, сотни сынов народов Абхазии сложили свои головы здесь. Вечная память и вечная слава этим ребятам, вечная признательность и сочувствие всем близким этих ребят. Их имена, я уверен, будут навечно вписаны в историю Абхазии, в историю Кавказа. От имени жильцов Зольского района преподношу вам, по-нашему это Махсима называется, алфавит, да, Махсима, Азербайджан, Хаджа, Русиша, Ишн, Азербайджан, Хаджа, Синевапаху, Добровольцев общественностью Баксанского района на границе с Зольским районом. Имени президента Болгарии, у нас население Болгарской,
Желаем, чтобы вы никогда в жизни больше не видели войны, крови, счастья вам, благополучия в личной жизни. Спасибо огромное за все. Салим, ты можешь помочь вообще. Да, нахожу, что нравится. Уже помню, хунуш, уехал хунуш, и такого хунуш, дорогой. Все как бы. Сзади, сзади. Да состался. Дорогие друзья, жители Кабардино-Балкарии, его гости, сегодня, без преувеличения, великий день. День, ознаменованный воцарением мира и прекращением войны на многострадальной земле Абхазии. Великий день. Я молю Бога, чтобы остался в памяти наших братских народов как последний день войны в их истории. Но мы все с вами сознаем, что этот день лишь этап на многотрудном пути абхазского народа к решению своих проблем. Позвольте от имени всех жителей Кабардино-Балкарии пожелать абхазскому народу процветания, счастья, скорейшего разрешения всех проблем, которые перед ними сегодня стоят. Да здравствует братская нам Абхазия! Во знаменование этого дня здесь эта площадь отныне будет носить имя братской нам Абхазии. Чтобы этот день стал реальностью, чтобы приблизить этот день с первого дня начала вооруженного конфликта на земле Абхазии, по зову души, по доброй воле, многие сотни добровольцев из всех республик и краев Северного Кавказа стали плечом к плечу к абхазскому народу. И именно их усилиями стало возможным вот сегодняшний мирный день. Позвольте от имени Верховного Совета, от имени правительства Кабардино-Балкарии сердечно приветствовать всех добровольцев, вернувшихся нам сегодня живыми и здоровыми и с победой. Позвольте пожелать им счастья, здоровья и процветания. Наши сыновья, дорогие наши братья, за содеянное, за подвиг великий, который, я уверен, останется как символ мужества, символ верности долгу в памяти народов Кабардино-Балкарии на долгие годы. А где твой?
Они ростом почти одинаковые. Я выше его. Кто выше? Да, я выше. Конечно, ты. Снимаешь? Давай, к тебе девочка пришла. Спасибо большое. Миш, куда мне бывать? Только сюда ударить. Жалко, я говорю, на базар пошел. Сюда, давай сюда. Где? Правильно? Да мы поведем тебя на машину. Только сюда, на день рождения, мы дарите, На день рождения у тебя много. Сейчас в Москве было. Смотри, как тебя балуют. Да, разбалуют. Домой не потянет, да? Давно балуют. Эльдар. Да, молодец. Мы тебя слушаем. Испытала горя ты сполна, содрогалась ярости земля. Но судьба, увы, сильной была. То Западная Алания и Абхазия, они граничили друг с другом. И между ними были очень тесные братские взаимоотношения, разумеется. А соседи завидовали им. И они все время хотели поссорить их. Поссорить. Особенно в этом вот грузинские правители старались поссорить абхазцев и алан. И, видимо, мудрые старики это знали, что рано или поздно вдруг что-нибудь между нами случится, и произошел беспрецедентный случай. Они обменялись младенцами. Я слышал несколько версий. Значит, я сначала слышал, 200 младенцев отдали абхазцы осетинам, и осетины 200. Потом еще второй вариант, 1000 младенцев, по 1000. И не просто на перевоспитание. Ну, аталичество это и известный такой, на всем Кавказе это было, когда детей отдавали на воспитание, а потом они обратно возвращались, был такой обычай. А вот эти дети, согласно вот этой легенде, вот этому преданию, значит, они нас совсем отдали. Ну, прошло очень много времени. Это, скорее всего, это было расцвет аланского государства, это 10-12 века. Прошло уже эти цари, видимо, уже не были царями. 100 лет или 150, это я не знаю. Но, наконец, все равно грузинам удалось поссорить абхазцев и алан. И как это произошло? Значит, аланский царь послал дары, подарки на какой-то праздник в Абхазию. И в составе вот своих послов был и царевич, аланский царевич. Вот. По дороге на них напали грузинские лазутчики, и всех перебили. А двоих, в том числе царевича, раненых, забрали в плен. И вот представляете, и тут, значит, страшная вещь аланский царь услышал от грузинского лазутчика, скорее всего, не скорее всего, а так оно и были, посланника грузинского царя. Он, разумеется, все перевернул с ног на голову и рассказал о том, как будто абхазы напали на этих послов и всех перебили, в том числе царевича. Ну, мы знаем, какая горячая кровь на Кавказе. Собрал аланский царь, собрал свои войска и двинул назад на своего брата абхазского царя. Ну, абхазский царь тоже собрал войска. И выстроились войска. И в это время в Абхазии гостил у своего побратимима старик 100-летний осетин. И когда он услышал, а тот, у кого он гостил, это был намного еще старше него. Как только старики услышали о том, что такое может произойти, война между абхазцами и аланцами, они поспешили, сели на коня и поскакали, и прибыли, слава Богу, вовремя. Но когда цари увидели, что к ним будут старшие подошли, то, согласно нашим обычаям, они спешились и
старики то же самое. И вот я бы хотел процитировать, что же, разумеется, как старший, вот старик обращается к царям Абхазии и Осетии. Я просто, чтобы быстрее я прочитал, что времени немного. На правах старшего к правителям двух народов обратился сначала Абхаз. Вы, потерявшие разум молокососы, против кого хотите поднять оружие? Неужели вам родители не говорили, что наша кровь давно смешалась, и грех поднять руку на единокровца? И он еще раз напомнил им, рассказал все подробности вот этой истории, как они обменялись младенцами и так далее. К своему царю обратился и старик Осетин. А что вот сейчас говорит? Неужели мало тебе горя, что потерял ты своего сына? Ты хочешь потерять еще и своего названного брата, то есть абхазского царя тоже хочешь потерять? Ну, цари опустили головы, они подошли к другу, обнялись, и в это время они видят гонца. И вот я же рассказывал, что согласно вот этому преданию, значит, они похитили двоих. И один из них сбежал из крепости грузин, и всю историю рассказал, как на них грузинские лазутчики напали, как их перебили, а вот раненого царевича и его. И он оттуда сбежал и всю правду рассказал, как это все было. И тогда объединились свои войска и обрушились на Грузию, опустошили всю Грузию. Вот, и потом с победой возвратились, освободили Астинского царевича. Абхазский царь видел ему свою дочку. И так с тех пор еще более такая крепкая дружба была. Вот такая интересная история, мне кажется. И что бы мне хотелось, конечно, многие могут сказать, что это легенда, что это предание и так далее, но они без почвы не бывают. И ты уходишь воевать в Абхазию, сын мой. Не стану я тебе мешать. Ты прав, родной. Я буду ждать. Вернись живым домой. Как тяжко, трудно, да, сказать. Но ты иди, сын мой, в беде твой брат. Я буду ждать. Вернись живым домой. Не уходи, кричит душа. Слабеет мать, сын мой. Мужчина ты, тебе решать. Я просто очень буду ждать. Вернись живым домой. Как пусто в доме без тебя. Как горек хлеб, сын мой. Ты пожалей родную мать. Я верю, жду и буду ждать. Вернись живым домой. Оштыр хосам лахштаканен макабулемен раждах. Рождахай миярагмадма. Удгашая ражда. Вернись, вернись живым домой. Живым, живым, живым. Когда мы все вопросы на территории Северной Осетии решили, то, естественно, мы же обещали, что мы придем на помощь абхазскому народу, и весной мы уже начали готовить добровольцев для поездки на территорию Абхазии. Очень большую работу в подготовке добровольцев провел командующий ополчения республики Дзуцев Бимбулат. Очень большую работу провел, разговоров нету.
Эта работа проводилась на всей территории республики, и формирование практически добровольцев было возложено на меня. И мы их здесь, когда уже начали формировать, конкретно уже в строй стали ставить наших добровольцев, их набралось большое количество. Ну, как можно сказать, по-разному же большое, по-разному понимается. Но в то время добровольцев минимум 400 человек собралось. И во главе вот этих людей, во главе с Дзуцевым Бимбулатом, ну, непосредственно командиры подразделений были, я о них сейчас не буду говорить, но общую команду возглавлял Дзуцев Бимбулат. Ребята ко мне, я еще отлеживался, долеживал, поехали, говорит, в Абхазию едем. А у меня к тому времени младший брат, племянник, сосед, ну, сами туда ушли. Может быть, кто-то даже и вспомнит из абхазцев. Они умудрились через минное поле, вот то, что на Псов минное поле было, вот они прошли это минное поле, как они не подорвались до сих пор. Вот мы ездили туда, вспоминал кто-то, я им сказал, что да, живые, оба живые, к сожалению, сейчас их здесь нету с нами. Ну, они в смысле живые, но далеко. Ну, в Абхазию прилетели, дали мне автобус, я связью занимался, дали автобус, и я начал объезжать, ну, например, в Новом Афоне я знал группу, вот один из представителей здесь, остальные практически все там, ну, сейчас живут в Абхазии. Вот. Поехал в Новый Афон, и там случайно столкнулся с братом, соседом, забрал их на основную базу, ну, собрали всех остин, и потом сказали, идем на Шрому. Переправились, попали на минное поле. Там пару человек подорвалось. Ну, прошли минное поле как-то. Потом нас начали минометы обстреливать. Вот, я вызвал большую землю. Ну, там же были гаубицы, ну, чтобы прикрыли. А потом так получилось, что, в общем, под перекрестный огонь попал. Только потом, спустя много лет, мне сказали, что нас, оказывается, перинговали и накрывали. Ну, все. Братство, оно на войне самое проявляется. Естественно, это все поддерживало. И сама поездка наша была связана с помощью братскому народу. Тем более не оккупацию чьих-то земель, а защиту. Это, такие вещи не обременяют человека, чтобы чувствовать на себе какую-то тяжесть. И это облегчало для того, чтобы мы выполняли то, что перед нами было поставлено. Тем более наши народы уже несколько тысячелетий всегда в братских отношениях. Что мы могли, в частности осетины, выполнить в Абхазии, я считаю, что мы выполнили. Как это судить и Всевышнему, и абхазскому народу. Но наша задача была выполнена, чем она была связана. Помочь абхазскому народу. Личное мое мнение, мы ее достойно пронесли. Хотя у нас самих тоже были трудности на обоих территориях Осетии, что на юге, что на севере. Ну, что смогли, то сделали. Сегодня Сергей, значит, возглавляет Союз ветеранов, добровольцев Абхазской войны. Его избрали те, кто воевал с ним, те, кто знает его по войне, они его избрали
И ни руководство республики нашей, и ни руководство Абхазии. Нету до того, какой его люди избрали, понимаешь? Это общественная организация. Он для людей все делает. Там не разделяется. Осетин он, абхазец он, абазинец он, адыгеец он. Так что здесь большого такого ничего нету. Каждый человек, который туда ехал, тот думал головой, он знал, что он будет рисковать там. Но он ехал туда не с какой-то корыстью. На то время даже и подумать нельзя было о какой-то корысти. Допустим, мне было всего 15 лет, когда я туда уехал, 16. Я попал в Гагру. Я был и в Кутеле, у Зураба Кутеля в батальоне был, в 3-м еще в батальоне был. Потом был в отдельной с группировкой осетин. Потом был в Авианора Ашпа в горце батальоне. И вот такими темпами вот происходило. А так в то время никто не думал. Поступков героических очень много было, но если эти все героические поступки всех людей говорить, то они в книгу, ни в одну книгу не войдут. Выбираются отдельности, отдельные поступки, которые погибли люди. Вот я думаю так, что надо их героические поступки ставить. А то, что которые остались живые, все люди, также и население Абхазии, все силовики, кто воевали, все знают. Кто, что, как сделал, почему сделал, для чего сделал. И мое мнение так, что если вдруг какое-то возгорание будет, вот в 2008 году, когда здесь возгорание было, сразу же приехали абхазские ребята, приехали группы, несколько групп приехало. Я сам лично, я находил, вот мы с Цхинвали выехали, раненых вывозили, я видел там, приехали абхазские ребята с Абхазии, они прямо на дороге переодевались. Через таможню прошли, а там сразу в форму переоделись уже со знаками различиями они были, что люди, это не должно быть, это, как говорится, я думаю так, что это не должно быть какой-то обязанностью или какой-то, каждый человек, это зов. У нас на Кавказе есть такой обычай, когда какой-то горе случается, в первую очередь идут к соседу. Не к родственнику, а идут к соседу. А сосед у нас абхазцы. И мы идем к нему на помощь. Почему? Потому что он наш близкий. Мы живем на Кавказе. Если мы не будем жить на Кавказе, мы никто тогда. Если мы друг другу помогать не будем, мы это в жизни никто. Нас тогда значится не мы. Мы не кавказцы. Мы тогда друг друга будем, давайте разделим, вот ты тот. Ну давайте жить, а мы хотим жить дружно. Война никому не нужна. Кому это была нужна война? Нам, вам, кому? Никому не нужна война. Я хочу, чтобы в Абхазии всегда был мир, процветание. Как, дай Бог, чтобы всем было благополучие, счастье, успех. Я вот больше всех желаю. Спасибо. Дай Бог. У нас же пример был в Юго-Осетии, да, когда большой дядя хочет показать свою силу, да, перед маленьким народом, задавить его, да, культуру, язык, все это прочее, да. Вот это тоже большую роль сыграло, что многие ребята поехали помочь, да, чтобы какой-то там большой дядя с большими мускулами не жонглировал. Вот поэтому и поехали многие. Я еще поэтому поехал, да, чтобы была справедливость, да. Когда мою рацию разбило, ну так случилось, связывались именно с его радиостанцией. Да. Руслан Абаев Руслан. Живая мишень. Да, я же говорю, у нас... Добавлю, рация разбилась, она его, в принципе, и спасла. Рация была на спине, разорвала ее на куски, наушники еще на нем осталось, все шнур, все разорвалось, с ушей кровь текет, а он кричит в нее, большая земля. Мы его успокаиваем, все, рации нету. Так он ее до низу все равно дотащил, эту разбитую рацию, все равно туда уже, ну, контузию получил, он-то не помнит этих деталей. Мы его тащим, и всю дорогу он нас достал уже этим, что большую землю вызывает, координировку дает, что туда надо давать огонь. Мы, ну, таким образом. Я помню один эпизод такой, да, вот когда через переправу шли, я вот ночью, когда вот миномет начал бить, и вот
мне Бата говорит, Царство Небесное, нету ее в живых уже, да. Да. Этот, Фарновский. Фарновский. Давай, говорит, уходим, уже там же вот эти ракеты, когда начали светить, смотрю, на переправе толпа, короче, вереница идет уже, на тот берег переправляется. Вот там нафта. Давай, говорит, пошли, говорит, уже, говорит, пора, говорит, уходить туда. Я вот слышу, когда мы заходили, мне вот так было, да, по Гумисте, да. А когда уже обратно идем, мне вот здесь тогда стало, я же маленький. И это. Иду и слышу разговор, Хан, говорит, ушел. Потом, говорит, Ложкин ушел, да. И вот когда до середины дошел, вот эту руку мне вырвало, да. Я вот так остался, думаю, елки-палки, сейчас если руку отвяжу, здесь рация, здесь эти, лифчик полный. Полный комплект. Да, полный комплект. Мажан, так кажан, Русик Махисан Автожан. Сейчас, если руку отпустишь, тебе хана. Как топор уйдешь. А течение же там шустро. Я вот этой рукой еще вот кончиками пальцев схватился, да, и уже, знаешь, как делал, вот так чуть-чуть отпущу, веревку так руку продвинул, и вот так двигался. Дело в том, что когда формировали вот этот батальон, то люди шли добровольно на защиту абхазского народа. Ведь никто не говорил по приказу, езжай туда и что-то. Никто такое не говорил. Но дело в том, что люди сами добровольно шли на защиту абхазского народа. Абхазского народа, это считаем, что это наш народ, мы вместе одно целое, поэтому люди пошли. Были, конечно, трудности для начала при формировании всего этого, но в конце концов люди пошли воевать на стороне абхазского народа. И те, которые на самом деле не сбежали, а прошли с честью, вот они здесь присутствуют. Вот они, в основном те люди, которые прошли здесь, воевали на стороне абхазского народа, и с честью это выдержали, вот они все здесь присутствуют. Часть, только часть, 1/100 часть этого людей. Но они добровольно шли на защиту абхазского народа. И они честью выполнили свой долг. Ну, я в Абхазии принимал только в Сухумском наступлении. Зачем поехал? Почему поехал? 18 лет как-то об этом не думаю, что где-то это сейчас могу сказать, что здесь было в Южной Осетии, грузины напали. Туда с большими потерями, с трудностями преодолели это. Потом в Абхазию они полезли. Сейчас уже понимаю, что почему они имеют такое право, зачем они это могут делать, что вот так большой дядя может прийти и указывать, как тебе жить, что тебе делать, как тебе одеваться, как тебя себя вести. Это не то, что там интернациональный долг или что-то, а именно братский долг мы вот выполняли. Как-то в Ишерах, было такое время, я писал стихи, на позициях мы в Ишерах сидели, когда и часто журналисты задавали вопрос, вы же осетины, а тут война Абхазия с Грузией, почему вы здесь? И у меня было такое стихотворение, зачем я здесь? И первый ответ у меня был «Плечо для брата». Такой ответ был. Стихотворение, я не буду его это рассказывать сейчас. И мы пришли именно вот братьям помочь, нашим братьям. Вот, просто вот это хотел сказать. В общем, получилась такая история. Я как раз, мы когда приехали туда, я начал собирать наши группы, выделили мне автобус, пазик. А у меня к тому времени находился там племянник, младший родной брат, сосед. И когда я их нашел, вот это, я пошел на почту и попросил женщину связаться с Северной Осетией, связаться с моей матерью, сказать, что живы-здоровы, и нашел я своих, родных нашел. И она начала плакать, что-то, не знаю, типа, мать жалко, молилась за нас. И вот хотелось бы, да, я понимаю, 20 лет большой срок, но все-таки хотелось бы ее вот увидеть, да, и как мать обнять. Потому что она действительно, она связалась. Да, я об этом узнал поздно, потому что я, пока отлежался после того, как зацепила. Но когда я приехал домой, мне мать сказала, что эта женщина связалась с ней, передала все, и спасибо, там много чего наговорила. Если можно, пусть отзовется и
очень приятно было бы увидеть ее. Бывших всех командиров, бывших, как говорится, не бывает, они у каждого в сердце останутся. Как говорят, пока о них люди помнят, они живые, но как таковые на данный момент с нами их нет больше. Это Бимбулат Зуцев, Валерий Хубулов, Живой Валан Парпат. Очень много командиров, хороших, достойных людей, которые погибли. Что мы можем только сказать, чтить их и их вечную память. Я сказал так, чтобы туда не лететь в холостую, давайте вы меня загружайте гуманитарным грузом, медикаменты, лекарства, значит, продукты, в общем, полный вертолет для того, чтобы в ту сторону я смог вывести, значит, какой-то гуманитарный груз. Ну, мы так и сделали. Значит, прошли туда, официально все мы прошли по трассе, как положено, значит, через Сочи, в общем, все как положено, все прошли. Значит, когда дошли до Сочи, естественно, гражданский вертолет не пропускают ни в какую. И, значит, пришлось через руководство, опять же, мы сидели в Сочи, ждали, нас посадили и ждали, пока нам разрешат вылет. Через руководство Северной Осетии, через Арзинбу, все это, значит, рейс абсолютно гуманитарный, значит, поручили проверить вертолет, естественно, все проверили, все гражданское имущество в вертолете, медицинское, и поэтому нам разрешили выполнить, долететь до Гудаут. С Гудаут мы должны были обратно забрать отряд Валерия Хубулова. Командир был Валерий Хубулов. Вот это был, значит, первый мой полет. С этим первым полетом я познакомился с Арзинбой. Значит, очень человек, ну как вам сказать, понимаете, я первый раз его увидел, и настолько он вошел в душу человека, можно сказать так, что ну, абсолютно его обаяние, абсолютно вот это вот взаимоотношение с человеком, значит, оставил большой след у меня, значит, в жизни. Вот первое и последнее знакомство было тогда с ним. И вывести отряд мы все-таки сделали очень тайно. Значит, с военного аэродрома, естественно, вывести отряд нельзя было. Значит, мы вместе с Арзинбой и с Валерием Хубуловым вечером прошли, нашли площадку там в таком месте, чтобы никто не видел ничего. Отряд туда вывезли, я подлетел к этой площадке и, значит, вывез этот отряд. Ну, это очень, как сказать, я говорю, но детали были очень серьезные, детали были очень, значит, рискованные. Вот. Но как бы это ни было, все-таки мы вывезли. Нас все-таки отследила Грузия, что мы отряд вывезли. И в тот же день, когда я отряд доставил в Цхинвал, значит, в тот же вечер грузинское телевидение передало, что, значит, осетинский отряд в составе 30 человек был вывезен вертолетом в неизвестном направлении. Ну, то, что мы вывезли, они узнали, но куда вывезли, и так и... Вот такой, значит, первый мой полет и первое мое знакомство с Арзинбой, первое и последнее, к сожалению. Вот. Таких полетов было потом 19 всего, значит, за этот год войны в Абхазии. Полеты были очень разные. Значит, я вывозил туда еще раз и южно-осетинские отряды, и, значит, Северной Осетии отряды. Туда завозил, обратно вывозил. Значит, много было гуманитарных полетов. Значит, вывозил раненых. Обстановка была очень сложная. Много раз попадали под обстрелы. Значит, грузинские боевые вертолеты за нами гнались.
Ну, я еще раз повторяю, что вертолет был абсолютно сугубо гражданский. У нас ни бронированные, ни вооружения, ничего не было. Мы спасались только, как вам сказать, бегством, что ли, вот можно так сказать, да. Вот. Иногда вертолет настолько был перегружен, что отказ даже одного двигателя, значит, нас лишало всякой возможности дальнейшей жизни, потому что или над морем, или над горами. Я в ополчении с первых дней с Бибудуцевым были в Южной Осетии, здесь. И когда услышали, что там трудно в Абхазии, мы, ребята, написали заявление все, как добровольно едем в Абхазию, чтобы никому ничего не было здесь. Поехали, прилетели туда, в Гудауту тоже. И когда к нам первый раз пришел Арзимба, это был великий человек. Вот как Устаев говорил, это располагал как-то человека. Когда я увидел, я сказал себе уже в душе, что этот народ победит, во главе которого стоит такой человек, это не может не победить. Как услышал его речь, и как он нас приветствовал, и все вообще в Абхазии, как нас приветствовали. И сейчас я бываю там в Абхазии, как нас братьев принимают. У нас, когда мы создавали ассамблею вот, горских народов, то в уставе у нас даже было написано, что в поддержку перестройки. Потому что, ну, жизнь была такая. Конечно, вот сейчас говорить про то, что тоталитаризм нас душил и так далее, многие вещи, которые мы сейчас смотрим, ну, говорят, что многим, может быть, мы вернемся в тоталитаризм. Я так не считаю. И вот говоря о Конфедерации горских народов, мы создавали эту организацию для того, чтобы консолидировать вот политические силы, ну, пока я слово «борющиеся» не употребляю, стремящиеся к самостоятельности вот тех самых субъектов Советского Союза, автономии бывших. Я вот тогда впервые с Владиславом Григорьевичем познакомился. Конечно, это все начиналось вот энтузиастами, ну, людьми, многими, которые вот болели за судьбу вот малых народов бывшего Советского Союза. Вот я еще раз хочу Владислава Григорьевича повторить. Конечно, были люди несколько авантюрного плана, которые были рядом с нами. Ну, наверное, и были люди, которые работали, ну, если не по заданию, то не без ведома специальных органов. И все это я говорю к тому, что вот к конфедерации было настороженное отношение, и мы как-то больше политика, но в один из моментов возник вопрос о том, что, ну, вот и стычки, которые были, а не придется ли нам защищать свои идеи и идеалы вооруженным путем. И вот когда, ну, и в Южной Осетии, и вот когда в Абхазии начались вот эти события, у нас в Осетии было ополчение, скажем, был опыт Южной Осетии вооруженного сопротивления, то для абсолютного большинства людей проблема о том, надо ли это или нет, не существовало, понимаете? Хотя вот даже, ну, это сейчас, по прошествии 20 лет, нам просто рассуждать, а тогда вот эта идеологическая наша зашоренность, она, ну, давила. И многие, вот, ну как это, вроде бы мы жители одной страны и так далее, ну, многим не хотелось верить в то, что бывшие сограждане по Советскому Союзу возьмут и пойдут войной. Но и жизнь показала, и самое главное, мы это понимали, что
надо создавать и вооруженные силы, были вооруженные силы Конфедерации горских народов, ну, небезызвестные сейчас люди были там, вот особенно вот это, ну, извините, нравилось, или как представители Чечни, ну, они как бы считались, что ли, боевым авангардом, и так далее, и так далее. Но, я, конечно, много говорю, но все равно, вот как только возникла необходимость, то есть люди сами почувствовали, ведь название «доброволец», оно говорит само за себя. Ну, во всем мире есть такие понятия, как солдаты свободы, есть понятие, допустим, французского легиона, а это были добровольцы из республик Северного Кавказа, братья, как мы себя называли, которые были готовы взять оружие для того, чтобы защитить, как тогда говорили, маленькую Абхазию от не просто там имперских посягательств, просто от несправедливости, от того, что вот, ну мы же стали понимать, что вот эти лозунги о братстве и всем, они в жизни не воплощались. И ну, мы осознали, что от разговоров надо переходить к делу, и началось вот это добровольческое движение. Я тогда был депутатом и парламента Конфедерации горских народов, и депутатом Верховного Совета нашей республики Северной Осетии. Могу сказать, что руководство республики не очень одобряло вот мою связь вот с людьми с конфедерацией, а потом уж, когда речь зашла о вооруженных формированиях, ну, проводились со мной беседы различного профилактического характера, но в то же самое время я могу сказать, что в руководстве республики были и люди, которые прекрасно понимали о том, что такие действия надо совершать, а потом в дальнейшем они были одними из самых активных организаторов и переброски, надо говорить, и ну, других вопросов. Вот, в частности, вот по тем временам Сергей Валентинович Хитагуров, он, ну, вот, я больше всего находил понимание в нем, в его лице. И вот когда начался первый призыв, когда ребята поехали, ведь добирались совершенно все своими путями, но, конечно, первую скрипку играли братья с юга. Это было однозначно, ну, в силу многих причин. Я боготворил Владислава Григорьевича вот за его интеллект, за его видение вот будущего народов Кавказа. Ну, конечно, не только Владислав Григорьевич, и Сергей Шамба, и Гена Аламия, и многие. Я совершенно не считаю, что я недостаточно оценен. Мне достаточно того, что вот я в то время, извините, жил, чем мог, помогал, ну, начиная от того, что вот когда первые вот трупы, надо же было, когда их привозили, надо было находить родственников, ну, многие. А так, нет, я просто выполнял те задачи, которые вот повседневно ставила историческая ситуация. Извините за такие большие слова. Но о оценке моего вклада, ну, я бы не говорил. Аахыҵ ԥстәыла ҳаныҟаз иҳақәшәаз аибашьцәа ветеранцәа маҷҩын. Зегьы аҩны иҟамызт, уск змаз Урыстәылаҟа иҟан. Убасҟан ҳара ҳарҭааит гәыԥҩык анацәа, зыҷкәынцәа Аԥсны ахақәиҭра зхақәызҵаз. В детстве он был очень
ну, как сказать, Активистом. активистом был. Он очень... боевым был. Он с детства был боевым. Он очень хорошим мальчиком был. Его воспитывал дядя. Отца не было. И воспитывал его мой брат. В школе он тоже был хорошим мальчиком. Друзей было у него полгорода, можно сказать. Да. Все его уважали. Все его очень уважали. Он был порядочный. Он очень был порядочным мальчиком, его все уважали. В Абхазию, когда он уехал, конечно, мы очень боялись за него. Он здесь провоевал. Потом поехал туда. Через какое-то время пришло известие, что Роберт пропал. Никто толком ничего не мог нам сказать, где он, как он погиб. Поехали мы вместе, даже вот так, в то время даже и никто не думал о том, чтобы какой-то героизм свершить или что-то тому подобное. На самом деле поехали просто чисто, все как бы собрались и поехали. Он был на самом деле честным, порядочным парнем, который мог возле тебя встать в любое время, как друг он был на самом деле вот близким. Для каждого человека, который мог к нему обратиться, он максимально, что было возможно, он делал. Поехали. Вот 52 человека нас было. И на 4 отделения разделились. Он был с моего района, как был в моем отделении. Меня назначили там командиром нашего отделения, я был там начальником отделения. И Роберт был там, и Ацамаз был в моем отделении, и Сивкаев тоже был в моем. Все трое, которых на сегодняшний день нету, они все были в моем отделении. Что выехали мы отсюда 18 числа августа. 18-го, 21-го уже были и там, 23-го была первая операция, потом 24-го, 25-го, 27-го уже потерялся Роберт. Ну, Роберта не стало. И этот Сивкаев умер потом в реанимации. А Маргиева там снарядом убила вот 27 числа августа. А Роберта потом не было. Я потом обратно поехал. Мы приехали сюда, я потом взял обратно, поехал в Абхазию. Я его там искал, как бы нашел его, как было, что было, все разъяснил. И где был он захоронен. Я его вскопал сам и потом привез 13 октября. Ничего не могу сказать. Вот то, что было. Все. Джимали родился здесь. Они жили пока в Агаре, в Грузии. И когда грузино-осетинский конфликт начался, то к ним пришли домой грузины и сказали, давайте, встаньте с нами и в Цхинвал поедем. И кого, говорит, мы будем? Своих сестер и братьев. И они встали, вынуждены были, и они бежали оттуда. Они приехали сюда в 90-е годы.
были здесь, он жил здесь, воевал в нашей войне. Когда добровольцами ребята собирались, уезжали в Абхазию, то он тоже встал в эти ряды. Он матери даже ничего не сказал, он мать обманул. Я, говорит, в Науре еду, а он в Абхазию поехал. И вот оттуда и потом брата его тоже убили, сестру убили. После него, в общем, после него, да. Две дочки у него осталось. Ну, они уже замуж вышли, у него уже правнучки есть. Ну, Джемал был очень хорошим. Ну, я не знаю, что еще мне сказать. Патриотом он был очень такой. Работал, ну... Я tavallaan polta di podmeid tavallaan nuohtaa ja vattaria dyna med genderko. Ai mä väitän, mä botu pontoa, mä ei ne mortin kitut ahorka. Пятимесячная была одна, другая тоже маленькая. Он их так оставил и поехал воевать, даже им ничего не сказал. И с тех пор они вот так, без присмотра, без присмотра. Вырастила, как могла своих бедных. Наша группа была из 64 человека, нас было. Мы вылетели из Беслана, вылетели самолетом, вообще в Гутауте мы приземлились. Неделю там акклиматизировались, в общем. Потом Арзин к нам приходил, несколько раз он там приезжал. В общем, там и все там было, в общем, и воевали, и с местным народом общались. В общем, народ очень прекрасный. У нас несколько боевых выходов было. В общем, мы воевали, значит, брали высоту Шрома. И наш батальон, в общем, первый поднялся на эту высоту. Мы его взяли очень так, с минимальными потерями. В общем, можно сказать, что без потерь мы его взяли, эту высоту. А после этого у нас, в общем, было еще несколько выходов. Ну, одна из таких была Цугуровка, когда мы брали, значит, нас там тоже было человек где-то, если 40 человек приблизительно, столько человек там было с нашего батальона, там был и Северостинский батальон, там и, в общем, несколько, абхазский батальон тоже там в этом, в общем, участвовал. И, в общем, когда реку, в общем, там гумиста протекает, в общем, там было, в общем, половодье там было. Ну, в общем, пересекли эту, в общем, перешли реку. И под мостом где-то, вот где, значит, в Вешерах или в Новом Афоне, вот этот мост, который это сам, вот под этим мостом у нас был такой значительный бой. Меня там ранили, в горло меня ранили. И наши ребята, там 4 человека, ну, как бы ее окружение, не окружение, там просто была машинальная перестрелка. И меня ранили, одного радиста ранили, тоже хиварского пацана одного. Амирана Дяканова тоже там ранили. Еще этого Алборова, этого Душмана, кличка его. Его там тоже ранили. У него 4 ранения было в руку. Две осколочные ранения в руку, пулевое ранение в ногу. В общем, вот такими тоже минимальными потерями взяли эту высоту, Цугуровку тоже взяли. И, в общем, вот такие у нас, в каждом у нас более или менее, ребята очень сильно были подготовлены и очень так выходили с любого боя, можно сказать, с минимальными потерями. В общем, и благодарность от самого президента Абхазии тоже получили, Арзинба тоже, в общем, вот такие. Вот сейчас, где мы находимся, вот Сикаев, я его прекрасно знал еще до того, до Абхазии. Был великим парнем Осетии. Маргиев, отца Мас тоже был, в общем, он
и герой Абхазии, в общем, национальный, они все наши национальные герои. Что Петров, вот где вы только что были, вот он, на моих руках он вырос, можно сказать. Он несколько лет младше меня. Наш район такой сплоченный, и сейчас она такая. В общем, у нас ребята все были на отбор, можно сказать. Когда туда ехали, мы не знали. Кто не знал. Как вы узнали, что он отправился? Потом, когда умер, тогда сообщили. Вот соседи пришли, вот Ацамас говорит, ушей нет. Потом я напишу, как вы сказали. Вот так. У меня все друзья абхазцы были. Я начинал, у нас командир был Вова Начач. Замостянский край, Лыхнинские, городские ребята. Ну, в основном городские, так, друг друга знали. Кабардинцы у нас были. Там и казаки тоже попадали, тоже в Гагринском наступлении, на Верхнем мосту. Что мы встали как один кулак, все. Можно сказать, все из России приезжие, из Северного Кавказа там были, даже с Новосибирска приезжали, с Ростова приезжали. Потому что как было отдать, вот эта маленькая республика, воевали за справедливость. Многие, которые были добровольцы, просто за справедливость воевали. Не то, что вот как передавали, информация была, там наемники, были добровольцы, никто никому не платил, там кушали вместе. Там спали вместе, все делили пополам. Самый незабываемый эпизод, когда мы всегда вот сидели вот так там, вот, позиционная была война вот на Верхнем мосту. Что мы мечтали, вот кончится война и как мы заживем. Вот это наша единственная война. Победить и чтобы все живы, здоровы, побольше, чтобы меньше погибло, чтобы жизнь нормализовалась в Абхазии. Абхазия это, как говорится, золотой край. Я считаю ее своей второй родиной. Мои дети там родились, в Абхазии. У меня жена мингрелка. Но они считают там, это ихняя родина. Вот здесь мы находимся, все время их тянет туда. Они закончили институт, нормально, все устроены, работают, все, ихняя родина там. 15 марта, 5 января были потери, все это было, все пережили, горе, потери, очень хороших ребят потеряли. Ну, все равно мы знали, что мы победим, это однозначно, все были уверены в победе, потому что мы за правду воевали, за свой дом. Ни одна война захватническая, никогда она не заканчивалась этим. Победой. Всегда правый народ отстаивал свои интересы, свои позиции, свои дома. Ну так оно и получилось. Мы там не хотели там захватить Сухуми, мы жили в Абхазии. Мы просто хотели победить в этой несправедливой войне и все. Но я вам чисто скажу по-абхазски. Третий тост мы всегда пили за президента. Он и к нам на позиции приезжал, говорит: давай я с вами стану рядом. И такое я помню. Его, ну это и первый президент, и как на Кавказе говорят, он мужик с характером, достойный президента. Это личность, это скала. Все его уважали, любили.
Да и до сих пор, наверное, кроме любого простого, даже крестьянина, только теплота осталась. Он действительно этого заслуживает. Президент, который вызов в Грузии сделал, агрессии это сделал. И он тоже был уверен, что мы победим. При взятии Совмина мы сзади заходили, наш батальон. Там 9-этажка и снайпер. Ну, ранили товарища Надар Лакоба. Я его прикрывал, но мы вдвоем как-то выдвинулись и попали под огонь снайперов. Ну, его ранили, я начал прикрывать. Меня тоже ранили, я сам себе перетянул. Тоже ребята меня не бросили. Гурам Ахба, он меня затянул, кто сзади нес, тоже парня ранили, и затянули меня за угол и отправили меня в Гудауту, в больницу. Тоже ребята помогли, были русские врачи с хорошей, с Бурденко, с Вишневского, и отправили меня в Москву. Я в Москве еще полгода лежал, у меня тяжелое ранение ноги было, в спину был ранен. И в Москве немало приходили, помогали, и с московской диаспорой, и гудаутские ребята. Виталий Клейба, он с нами тоже был, вы, наверное, знаете, бизнесмен, много сделал и материально, и так участвовал в последнем наступлении. И там мне помогли абхазцы, и в Москве все у меня, и отдельная палата, ну, все у меня было. Все сделали, сохранить, чтобы мне ногу. Все взаимосвязано. Моя душа всегда с Абхазией. Абснурлар джинжтлоти башри, нахуз Кавкази и гирта тулакар хатарнак цраана, и харта задглари, а уйтусат встазаре псабарат сурцри ирспумни хамладзе. Уйхлет ишарала, аш хаквар цасала. Усакун наджната ахоски и шратаз шхапула патра. Ай баркараан кяхшейс кошоз, а таурых хакейт хайшана, хаддилам санап трешоз, ханапаек харшейт хайзана, а дыгаква хашча гвакяква, а шуа ахша харахда, а войнах кобжасла спагяква, гвашам, шам, кабарда, мцалый зрывю бхабыштра, а ища гвашей лыхшаз, что из гвагизги хабышра, Мхамиром Кавказ, ахахайра марджа шасвара, апснахепшим кой казаз, умцуфицухла хапсвара, айща, эйларча Кавказ, хаджинж пшзаякло шказара, амчра дунея шерба, хажлар пушлар касара, штышка, щукпра, шерба, шкваша.